Руслар. Свобода всем регионам этой нашей Россиюшки, от которой мы никак не можем избавиться. Так, мне надо в одну точку какую-то смотреть, в одно место. Блин, один телефон вообще, камера херовая, короче. В этом хоть более-менее себя вижу. Ага. Так, секунду. Так, как-то так, пусть будет. Зараза. Ладно, пойдет. Короче, ладно, видно. Слышно меня? Туғандар мені ишетеләме ме, юкмы? Так, напишу на эфире. Так, доброе. Так, хайырлы иртә. Хайырлы иртә. Так, мин эфирда. Так, если у кого нету телеграм-канала моего, заходите в мой телеграм-канал, тоже подписывайтесь, будем обсуждать, как быстрее уничтожить Москву. Наша задача, чтобы, ну, кто новенький подсядет, понимать, будем как этот повторяться. Наша задача избавиться от Москвы. Башкортостан, Татарстан, Ичкерия, Дагестан и другие республики должны быть свободны от этой гребаной Москвы. Видите, слышали, наверное, да, вот сколько бабла слили? То ли 17 миллиардов, триллионов, что ли, миллиарда триллионов, миллиард триллионов, я не знаю, что за суммы там, Алислан. Какие суммы там кошмарные просто, понимаете? Там этому Мадуры-дури, блин, скинули бабки, блин, в долг одолжили, понимаешь, блядь. Я не могу понять. А зато, блин, вся эта гребаная пидорасия конченная, блядь. Везде, блядь, нищета, блядь. Ну, зато, блядь, везде долги дают, долги дают. И самое интересное, знаете, меня что взбесило в этом? Долги-то дают они, блядь, нашими региональными деньгами, понимаете, блядь, валар. Наши региональные бабки уходят вот туда, блин. Вот сегодня только целый такой дебильный текст прочитал, так недавно вот. Не знаю, если я его найду здесь. Найду, не найду, хз, короче. Ну, там коротко давайте я вам расскажу, что я там понял. Это чисто уже как бы интерпретация, размышления людей, разные выходки входят. Это Мадура дура, чтобы как Саддам Хусейн или там еще какой-то хуй диктатор, что-то в этом роде, чтобы он таким не стал, извиняюсь, чтобы таким он не стал, его, получается, сори, блядь, сука, реально, блин, болею я, не могу отойти еще. Ну, чуть-чуть прошло уже, в этот раз уже как бы вроде нос больно не будет закладывать, поэтому я здесь весь одетый. Вот, получается, там в этом тексте, ну, я сейчас уж с этой темы начал спонтанно, потом что-нибудь еще будем говорить. Там говорится о том, что его забрали просто так, по его типа роже видно, что его точно не захватили, а он просто продал, получается, Венесуэлу, продал Трампу за свою жизнь. И все, бабло получил, с женой поехали, все, переехали. И в каком-нибудь острове там засядет, и все. Вот такая как бы выходит, ну, типа его мышление какого-то. Хуй знает кого, блядь. Прочел я это в группе наши в Париже, что ли. Ну, что такое, блядь. В этой группе я прочитал. В Фейсбуке. Там до хрена там. Я уж, блядь, когда хавал, короче, читал, блядь. По-другому нет у меня времени, блядь, читать его еще сидеть. Вот такая тема. Но поэтому, исходя от этого, что там произошло, мы не знаем. Все это потемки, все эти делишки, блин. Но мы, вот то, что мы сейчас знаем, что вся вот эта диктатура, любая диктатура разъебывается. Она рано или поздно разъебывается. Поэтому, исходя от этого, блядь, путиносос, блядь, сейчас, блядь, туда-сюда, блядь, все наши бабки раздает, блядь, и, получается, не думает даже, как забрать их обратно, блядь. Долбоеб. И исходя от этого, мне кажется, уже мы должны уже, блядь, нахрен даже уже
любители денег, которые любят бабки, блядь. Вы же любите бабки, да? Идете же, блядь, украинцев убивать, блядь, за бабки. Вы же любите бабки. Ну, давайте тогда, блядь, вот сейчас тот момент, когда, блядь, надо одуматься, блядь. Наши же бабки горят, блядь. Хотя бы, может, вы за бабки, блядь, манкурты ебаные, нахуй, очнетесь, блядь. Бабки теряются, понимаете, блядь? Путиносос ваш, блядь, бабки сливает другим странам, блядь. Нахуя, блядь? Это ваши бабки сливают. Давайте нахуй ёбнем этого Путина, блядь. Может так вас, блядь, наебать? Хотя бы, а? Долбоёбов, блядь. Как вас наебать-то, блядь? Как же вам, блядь, показать так хуй, блядь, сладкий, блядь, чтобы, блядь, вы, блядь, соснули хорошо, блядь, нахуй, и на Москву пошли, блядь. Вот как это сделать, блядь? Вот не знаю даже, блядь, понимаете? Поэтому, исходя от этого, блин, каждый день я вот даже порой новости даже не смотрю, но уже чувствую, что, блядь, такая дичь, блядь, происходит, что в мире, блядь, что везде какая-то нахуй разруха, блядь, наебалово, блядь, везде какая-то дичь происходит. И в итоге, блядь, вот с какого пизды Кукуева, блядь, все равно, блядь, это Москва виновата, блядь. Вот заметьте, блядь, везде, блядь, сунута эта ебучая Москва, блядь, везде, блядь. И вот в конце, что он еще описывает в этом разговоре? То, что трамплин, почему это хуйню так сделал? Потому что ему, блядь, нахуй выгоднее, блядь, взять эту ебучую, блядь, нефть егошнюю, вот этого хуя, блядь, как я сказал, блядь, Мадура, блядь, дура, блядь, сука, дура, вот эту дуру, блядь, нефть забрать, короче, и чтобы сломать, блядь, нефтяной, получается, рынок. И в итоге, если это на самом деле произошло, то сейчас узкожопые будут плакать нахуй. И как-то, я не знаю, сосать свой хуй, блядь, каждый будет, наверное. Не знаю, как они будут доставать свой хуй, конечно, но будут они сосать. Если не достанут, сосать будут у друг друга, блядь. В итоге, короче говоря, 40 долларов может упасть вот вся хуйня. Короче, вот такой нытье идет в его, получается, письме, которое он изложил, блядь. И поэтому я думаю, что, блин, вот эта вся хрень, если даже что-то произойдет не так, то поймите одну вещь, блядь. Вот здесь по-разному можно это интерпретировать. Допустим, низкая цена, блядь. Нефть продается. Блядь, Башкортостан с Татарстаном от этого ни тепло, ни холодно, блядь. Как вы нахуй умирали нахуй, блядь, на Украине, так и будете дальше умирать, блядь. Как вы не видели, блядь, нахуй, 500 лет, блядь, 100-500 лет даже, можно сказать, блядь. 100 лет это, блядь, коммунизм, нахуй, 500 лет это, блядь, ебланизм Ивана Грозного, блядь. Вы ничего не видели, вы ничего не почувствуете, блядь. Как вы ходили в лаптях, так и будете ходить в лаптях, блядь. Понимаете, тут ничего, блядь, разницы никакой нету, нахуй. Как вы получали за, блядь, войну, блядь, 200 тысяч рублей, блядь, так и будете 200 тысяч рублей получать, но деревянных рублях, деревянных рублях. И в итоге получается, и по его еще какому-то третьему списку, третий пункт у него еще, блядь, что если, тьфу, блядь, эта хуйня 40 станет, то рубль станет 120 к доллару. Доллару 120, ну это пизда России будет нахуй. И экономически, как кто-то же сказал, блядь, коллапс нахуй будет потом у вас, блядь, экономический коллапс, блядь, ну так и так у вас экономический коллапс по жизни, блядь. Ну, я же говорю, блядь, вам, блядь, ни жарко, ни холодно не будет, ну ничего не будет, по идее, блядь, о чем уж тут говорить, да, ведь? Но будет это только истерия, знаете где, на высоте, где они заебутся как бы где-то нахуй доставать бабки. Вот здесь будет истерия конкретная у них. Поэтому я считаю, что здесь уже, ну, как бы нужно будет готовиться к тому, что, блядь, бензин подорожает, блядь, жрачка подорожает. Вот эти вот вещи от того, что, блядь, депутаты не будут нахуй нажираться, вам будут поднимать вот эти вещи они. Не мир будет вам поднимать их, блядь. Там доллар к рублю, он уже конченый давно. От этого ничего не изменится. Сейчас, допустим, доллар или евро там 90-80, да? Давайте прикольнемся просто, зайдем. Вот у меня есть курс. Зайдем, вот прикольнемся. Вот на сегодня, вот посмотрим на 6 января. Вот ставлю, короче,
Доллар проверяем, давайте. Один пишу. 81 сейчас. Видите, да? 81, блядь. Вот на сегодня 81. О, нихуя, 158 человек. Благодарю, благодарю. Лайк, подписка, репост. Так, и евро давайте проверим, короче. 1 евро, короче. Евро, короче, доллар был 81, да, а евро 94,95. 94,91. Короче говоря, 95. Евро 95, окей. Доллар 81, евро 90. Нихуя, блядь, евро на 15, блядь. 15, что 15, блядь, 15 евро, блядь, или нет? Где-то 14 долларов, наверное, где-то, блядь, опережает, нахуй, сука. Фу, блядь, пизжу, блядь. 15 рублей, блядь, или там 14 рублей, блядь, опережает этот доллар, блядь. Охуеть, блядь. На 15, блядь. Давно такого не было, нахуй. Всего лишь она же играла 80-90, там, а на 10 рублей только играла, а сейчас 15 рублей, блядь. Это пиздец, упадок, нахуй. А тут и думаю, блядь, в акциях, в бирже, блядь, на 100 где-то, на 100 поднялся этот, золото поднялось. В прошлые выходные на 330 закрывалось, а сейчас 450 стало только что. В итоге, получается пизда, да, что-то не то, блядь. Золото все, блядь, нахуй покупают, серебро покупают люди. Вон у какого-то хуя, блядь, в Китае, блядь, мне видосик отправили сегодня, блядь, 13 тонн, нахуй, золота нашли у какого-то хуя дома, блядь, 13 тонн золота, блядь, нахуй, маленькие слитки в Китае, блядь, нахуй, у какого-то китаёза ебучего. Куда он, нахуй, 13 тонн в жопу сувал, я не знаю, куда он его. Наверное, этот мумию себе хотел сделать, наверное, типа, когда я сдохну, вот так в слитки, нахуй, меня зальете внутрь, нахуй, и, нахуй, в слитке, чтобы я был, блядь, остался в слитке, нахуй, мумифицировать, блядь, нахуй, ебануться, блядь. Вот так вот, поэтому почитаем давайте какие-то эти новости. Будем просто вот спонтанно, короче, с вами сидеть, разговаривать, кому интересно. Кому нехуй делать, присаживайтесь, попиздим, пишите, я потом комментарий почитаю. Комментарий обязательно почитать. Только вот так шук, вот это не делайте, я блокировать буду вас, нахуй. Вот это, одно комментарий 1000 раз вот так не копируй, я потом прочитаю все равно. Иншаллах, прочитаю. А то в тот раз один был, блядь, пидор, блядь, пишет и пишет, заебал, блядь, весь эфир засоряет, блядь, другим не дают писать, блядь, долбоёб. Так. Ну суть. Люди радуются, что диктатора убрали. Ну, прикиньте, блядь, Путина уберут, блядь. Чё, узкожопые не будут радоваться, нахуй? Хохлы не будут радоваться? Да все будут радоваться, нахуй, блядь, нахуй. Снимут трусы, блядь, нахуй. Без трусов будут прыгать, нахуй, от счастья, блядь, нахуй. Пиздец, блядь. Так, это маловинство ввели онлайн-трансляцию, когда узнали о американском ударе по Венесуэле, их радость была неподеленной и неудержимой. Прикиньте, вот радуются люди, когда ебанули, блядь, Венесуэлу. Гринго. Салям, нефтекам, салям, нефтекам, я вижу. Ну у тебя фантазия. Ну я фантазер, хули. Papi, estos coños llegan, papi, a la... Ya va. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, no! Нет, понимаете? Я их могу понять, знаете что? Вот представьте, я их могу понять, блин. Отклонить. Кто мне, блядь, долбится нахуй в эфир, блядь, заебали. В ТикТоке. Короче, я их понимаю, знаете, блядь. Когда, блядь, Каримов сдох, думаете, блядь, народ Узбекистана не радовался, что ли, блядь? Тоже нормальные люди радовались, блядь, нормальные. Но манкурты плакали, нахуй, за Каримова, блядь, ёбаный в рот, блядь. Еще пидорасы пошли, нахуй, блядь, в Москве, когда ему статую поставили, нахуй, пошли еще, блядь, туда на поклон, блядь, яйца ему целовать, блядь. И вот ебанутые манкурты, блядь, ну что поделаешь, блядь. Конечно, радуются, молодцы, блядь. Значит, у них все-таки в голове есть
в голове есть свобода, блядь, нахуй. Не как у наших ебанов, блядь, манкуртов, которые идут до сих пор на войну и думают: "Нәрсәгә мин килдем икән сугышка? Белмим инде, белмәем". Нахуя вы вообще, блядь, на войну попадают, нахуй, сидят в лесу, блядь, и говорят: "Блядь, зачем я сюда приехал? А зачем ты в окоп приехал-то, блядь? А кто тебя просил-то, блядь?" 200 тысяч рублей, да ведь, блядь, уйнап күліп мына шулай зарабатывать можно, нахуй. Пиздуйте тогда уж, если вы до такой степени любите эту пидорасию, блядь. Пиздуйте в Москву, работайте. Нахуй вы за 200 тысяч едете, блядь, убивать людей, блядь. Ебанутые, блядь. Вот как, блядь, тебя, блядь, мать или кто там воспитывал, блядь, убивать людей, тебя, блядь, вот в любой семье Башкортостана и Татарстана вас, сука, учили убивать людей, что ли, воспитывали? У меня мораль в голове не влазит, блядь. Если даже я вам еще сравнивал свою жену, блядь. Вторая жена мне говорила, блядь: "Пиздуй, говорит, на войну, блядь". Я говорю: "Чё, Виктория, ебанутая ты, нахуй? 200 тысяч, блядь, говорит, будешь зарабатывать. Чё, ебанутая, нахуй?" Я говорю: "Блядь, и так зарабатывал, блядь. В чем проблема, блядь?" Вот и реально, нахуй, в этой пидорасии, блядь, я зарабатывал, нахуй. Почему? Потому что, блядь, я там легальный человек, нахуй. Я местный, так сказать, блядь. А здесь я не местный, блядь. Поэтому у меня как бы порой иногда руки связаны, блядь. И мне не дают, как говорится, где хочу работать, да. Исходя от этого, я понимаю, что, блядь, нахуй, когда ты в своей тарелке, так сказать, да, и, блядь, ты нормально живешь, блядь. Ничего не надо, блядь, бегать, убегать, на войну не надо, блядь. И вот я, допустим, вот прикиньте, война началась, блядь, вот вообще в феврале, блядь. Если, блядь, и мобилизации даже не было бы, допустим, давайте, не было мобилизации, давайте вот рассудим вот такую тему. Допустим, не было мобилизации в 22 году, 21 сентября, блядь, и мы дальше живем. Никто никого не зовет, все тихо, все, война идет. Вы думаете, что я вот похож на такого, который, блядь, пойду-ка я там заработаю. Вот так побегу, что ли? Блядь, сука, что я, блядь, на мусорке себя нашел, что ли, блядь? Понимаете? Вот такое должно быть отношение к себе, блядь. Вы же не из мусора, нахуй. Вы же все-таки из пизды вышли, блядь. Или пизда вашей мамы мусорка это, блядь. Или что-то я не понял, нахуй. Или ваш сперматозоид какой-то мусорный, нахуй. Если ты себя не считаешь даже человеком, блядь. Вот это что-то я не могу понять, блядь, людей, блядь. До такой степени низко упасть, блядь. Низко упасть за 200 тысяч рублей, блядь, продать свою душу, нахуй. Ну я ебал в рот, блядь. Это пиздец, нахуй. Поэтому, когда люди идут, радуются, блядь, в Венесуэле, блядь, что этого пидораса убрали, я, блядь, за них. Почему? Потому что они уже сейчас думают, и вот, допустим, да, лишь бы не он, лишь бы другой, блядь. Ну, лишь бы не он, блядь. Что-то другое, но не оно, блядь. Понимаете, вот людям сейчас хочется этого, блядь. Лишь бы, блядь, вот этот гнида Путин не был нахуй, Зеленский не был нахуй, потому что я понимаю, блядь, хохлам половинам, блядь, Зеленский тоже не нравится. Вы пидорасы нахуй, евреи, да, так сказать, давайте, блядь. Евреи гандоны, чтоб не были нахуй, а рулили, блядь, в Украине натурально хохлы, блядь. Хохлы прям, которые вышли из пизды хохляцкой нахуй. А в Москве, нахуй, пусть рулят эти финно-угры сраные, нахуй, блядь, а не евреи, блядь. Вот примерно так, блядь. А Башкортостане, в Татарстане тоже наши, блядь, из нашей пизды, которые вышли, блядь, нахуй. Они чужестранцы, нахуй, не чужеземцы, нахуй, блядь. Понимаете? Вот поэтому вы должны понимать, блядь, когда путиносос говорит, блядь, наша идентичность. Наша идентичность вот именно в пизде, в которой ты родился, блядь. Понимаете? Где? В матке, блядь, твоих родителей, блядь, получается, понимаете? Если ты, нахуй, не признаешь, получается, вот эту, получается, кто тебя родил, и какую ты нацию ведешь, да, ведь, так сказать, блядь, и как Иван Сусанин водил, нахуй, в пизду, блядь, солдат своих, блядь, и этот хуй Моисей тоже, блядь, водил, блядь, и не доводился, блядь. В итоге что, блядь? Вот поэтому, короче говоря, что я вам могу сказать, блядь. Получается, херня в том, что, блядь, люди свою идентичность сраную, блядь, нахуй, идентичность, нахуй, просто меняют за деньги, нахуй. Вот есть у них 200 тысяч рублей, нахуй, это даже... Кстати, блядь, давайте прикольнемся. 200 тысяч рублей. Мне интересно стало, блядь. Просто я люблю курсы, блядь, проверять. Проверим-ка курсы на туре, блядь. Люди болеют, блядь. Сейчас, сука, ебучая.
какая-то реклама вылазит, блядь. Так, 200 тысяч рублей. Ага, рублей. Я хотел, блядь, доллар набить. 200 тысяч рублей на сегодня. На сегодня это будет в натуре, да, пиздец, пиздец. 2107, блядь. А в долларах это будет 2469. Ну, мне удобнее евро сейчас считать. 200. Блядь, 200? Вот здесь люди, вот здесь люди, узбеки, таджики, и еще казахи, в день зарабатывают 150. В день 150 зарабатывают. Посчитайте, в 30 умножьте, 500. 4500 получается, а здесь 200. И они никого не убивают. Они тупо просто идут утром на работу, вечером приходят, 150 в кармане. Что еще надо, блядь? В окопе не лежим, автомат не носим, на нас не писает никто. В голыми в окопах, там в ямах не сидим, яйца не морозим. Понимаете? Есть же разница, блядь, есть разница. Поэтому, исходя от этого, когда говорят, деньги не пахнут, ну, все-таки, блядь, нахуй, оказывается, они пахнут. Еще знаете, к чем, блядь? Мертвечиной, блядь, нахуй. Человечиной. Вот это вот пахнет, блядь. Пиздец, как пахнет, блядь. Поэтому я считаю, что такие вот недалекие, можно сказать, наши земляки, мне кажется, они вот в жизни ничего не нашли, вот в жизни, да, ведь они ничего не поняли, не нашли, блядь. Они думают, что умнее, блядь, умнее всех они думают, блядь. Дай-ка я сейчас схожу, блядь, не сдохну, я схожу, блядь, не сдохну, блядь, вернусь, блядь, хуякс нахуй. И потерялся, блядь. Поэтому здесь как бы за 200 тысяч рублей, так сказать, русскую рулетку играть нельзя. Это натуральная русская рулетка, блядь. Ушел, потерялся, блядь, нахуй. Вот так вот. Идем дальше. Что тут? Куштау я читаю просто, да? В иранском городе Исфахан силовики разогнали женщин, протестующих, одетых в жестких традиционных хиджабах чадор с помощью шумовых гранат. Непонятно, короче, я даже видео не хочу смотреть. Президент Сирии расплачивается новой валютой в обычном супермаркете Дамаска. Вот это интересная тема. Несколько дней назад Ахмед Шарам вместе с главой Центробанка представил обновленные сирийские банкноты, с которых убрали портрет Асада и его семьи. Вместо символа страны и экономики – оливки, пшеница, хлопок, апельсин, дамасская роза. Маша Аллах. Я вот рад. Вот это вот тема. Вот такие вот темы нам интереснее будут, понимаете? Вот. Тамам дал. Бисмилля, тамам. Говорит, сдачу дать, наверное, он говорит. Нет, тамам. Все. Конец. Он дал, наверное, какую-то крупную купюру. Ему, наверное, хотели вернуть сдачу. Он говорит, все нормально. Машаллах. Иншаллах, у нас тоже в Башкортостане, в Татарстане будут свои денежки. Получается, если у нас поднимется экономика, эквиваленте ВВП там и так далее, в мировом порядке, мы тоже не будем, не будет наши бабосы не меньше, ну так сказать, блядь, цениться, как не меньше евро, доллара, как говорится. Мы будем поднимать свое ВВП, хуеп, блядь, или как там, что там надо поднимать, там вот эти вещи, чтобы у нас бабосы тоже были, ну так сказать, не низкого, так сказать, сорта, имеется в виду. Сори. Пробивает. Вот, поэтому как бы самое главное, я считаю, что в независимом Башкортостане и в Татарстане должны быть адекватные в правительстве люди, а не всякие такие ушлепки в виде, блядь, нахуй, которые вот сейчас вот наблюдаем, да, ведь, и потом они захотят, как говорится, переобуться, и плюс еще я, ну, как в своих эфирах всегда говорю, богатые, которые сейчас как эти смотрят на это все происходящее со стороны, и они думают, наверное, вот сейчас мы снесем, а они прибегут нахуй и возьмут всю власть. Хуй вам. Вот я вам сразу говорю, блядь, хуй вам, блядь, нахуй. Власть будет в тех руках, которые пойдут с нами на Москву.
Вот в этих руках будет и власть. Поэтому я и вам и говорю, Курултай, да, ведь будет состоять из тех, которые сходили на Москву. Вот кто пошел на Москву, хуй вам в сраку, блядь. Вот и все, блядь. Күтегізге сігіп, нахуй, балағызны тұттырып қоябыз қолығызға. Надеюсь, вы поняли. Поэтому меня таки, когда Габасов, там еще Айсина, вот эти говорят там, вот мы сейчас, блядь, через кого-то они победят, через хуй знает кого, блядь, через, я не знаю, кого они уже тут победу, блядь, нахуй. Вот такие люди нахуй нам нахуй не сдались, блядь. Ну да, они могут заниматься где-то там своей хуевой, блядь, вот этой ебаной, так сказать, интернет-политикой, нахуй. Пусть и занимаются дальше, нахуй. Но Курултайга, нахуй, бір ояк ізі басмай шақалар, блядь. Потому что такие люди нам нахуй не сдались, блядь. Балаболы, которые не могут нахуй в руки взять автомат и сказать, что все, мы готовы, пойдем на Москву, блядь. Нахуй нам такие нужны, блядь. Поэтому нам нужны конкретно решительные люди, которые могут, получается, рискнуть своей жизнью ради независимости Башкортостана с Татарстаном. А если которые не рискуют, а которые балаболят потом, когда время уже придет, вот все, мы собрались, все, мы стоим, блядь, уже на пороге, грубо говоря, блядь, этого Куандыка, допустим, да, мы стоим на Куандыке, все, мы ждем вот всех, которые балаболили нахуй, и никого нету, блядь. Пиздец, нахуй. Нахуя нам такие нужны, понимаете? Вот Мәскәүдән барып кайтып килгәннән соң корыла Курултай. Мәскәүне сигеп кайткач, шунда калган кешеләр корачак Курултайны. И как я вам говорю, чтобы эта запись пошла, там как-то, не знаю, она сохранится или нет, рано или поздно может она удалиться. Хотелось бы, знаете как, чтобы Башкортостан и Татарстанда не президент рулил, а рулил именно Курултай. Курултай, который будет именно заниматься Башкортостан, блин, Татарстан, блин, потому что земля огромная земля будет, которую я уже не буду 1000 раз говорить об этом. Все земли, которые принадлежат нам и не нам, все мы отожмем. Вот эти земли нужно будет жестко контролировать, понимаете, жестко контролировать. Потом еще морской путь, когда у нас открываться будет, в морском пути тоже нужно будет уже как бы какие-то навыки брать. Поэтому я и говорю, чтобы с другими странами, кто уже на воде всю жизнь, грубо говоря, с ними нужно будет контактировать и брать всякие корыта, посуда, блядь, так сказать, которые плавают на воде и под водой. Примерно так. И также можно будет, само собой, порты этих узкожопых тоже также поделить. Кстати, вчера я говорил, да, в том эфире, поделить все ядерные боеголовки между собой по регионам поделить. И также нужно будет разделить все ебучие эти, если там останутся какие-нибудь, блядь, если не гнилые корабли, блядь, ну, всю дряхлость, нахуй, понятно, выкинуть нахуй на металлолом. Нормальное, что можно будет поделить, то, что не получается делить, нахуй. Разобрать нахуй, продать, блядь, вон каким-нибудь бедным странам их нахуй все сплавить, продать, блядь, пусть плавают на нем, блядь, на этих корытах. А нам заказать новые там с Японии, там, с Америки и так далее, у кого там выходят такие хорошие. И в дальнейшем самим начинать это обустраиваться, научиться строить, грубо говоря, огромные «Титаники», огромные вот такие корабли, которые будут курсировать, получается, по всему миру. В идеале бы, знаете, даже создать хочется прям какой-то там круизные лайнера, которые будут уходить из Башкортостана с Татарстаном, и куда-нибудь они будут плыть, хуй знает куда. Ну, куда-нибудь будут плыть, но главное, что наш народ будет уже плавать, наш народ сможет на круизных лайнерах кататься. Хотя бы что-то увидит, да? Пусть будут они небольшие, как Титаник, да, чтобы он, блядь, наполовину сломался опять и утонули все нахуй. А маленькие такие, компактные, блядь, нахуй, чтобы мощные спасательные эти были, так сказать, защитные такие, вот мощные такие вещи сделать, чтобы не было, блядь, инцидентов всяких. Так, идем дальше. Что тут целая хрень накатали. Наследный принц Ирана Реза Пахлави заявил в газете The Wall Street Journal, что нет необходимости в военном вмешательстве США для прекращения иранской теократии, поскольку продолжающие протесты в стране представляют собой золотую возможность
для смены режима. Я не думаю, что речь идет о каком-либо внешнем вмешательстве, будь то военном или спецназе, потому что я считаю, что режим рушится. Режим находится в самом слабом состоянии. Вот здесь иранцы выходят на улицу, протестуя не только против украинских трудностей, но и за свержение этого режима. Вот здесь еще добавлю. Тот хуй, который писал в Фейсбуке еще, это все наши, короче, из Парижа, он еще это тоже описывал. То, что, короче говоря, сейчас это все забрали, эту хуйню. Сейчас будет такой же договорняк с Ираном. Иранскую хуйню тоже Трамп порешает, чтобы, грубо говоря, блядь, получить, блядь, какую-то Нобелевскую премию, нахуй, блядь, то, что он такой невъебенный пидорас, блядь. Ну, в итоге, дичь, короче, да? Кто зачем гонится, я не знаю, нахуй, блядь. Кому что, блядь, а лысому расческа называется. Поэтому я считаю, вот такие вот действия, вот такие дебилов, блядь, да, ведь которые, блядь, ну, не знаю, только о себе думают. Вот Путиносос то же самое, о себе же думает он, блядь. Что, о народе, что ли? Юрий Венедиктович, все о народе, блядь. Нихуя не о народе, блядь. О своей жопе, нахай, все думают. Э, Поэтому мы, если мы будем вот так смотреть, блядь, этот, рассказывать, блядь, постоянно об этом, я не знаю, блядь, когда мы нахуй вообще воевать будем, хуй знает, блядь. Вчера вспомнил еще, блядь, или сегодня, или вчера, блядь, посмотрел этих Русланов Кутаевых и Айсинах, всех этих Русланов в одном флаконе, так сказать. Одни Русланы, я хуею, блядь. И насчет Русланов тоже вам прикол скажу сейчас. Посмотрел их, и я думаю, блядь, что за хрень, блядь. Вот они, блядь, такую дичь несут, все классно рассказывают, все круто, все по полочкам разложили, все, ну, они готовятся, понятно, базара нет. Но сколько мы их будем слушать, понимаете? Они ведь тоже так же, наверное, внутри думают, блядь, лишь когда нас кто-нибудь услышит, скажет, все, давайте поднимайтесь, вот оружие, все, пошли на Москву. Они тоже, наверное, так думают, блядь, но только им никто ничего не предлагает, блядь. Поэтому, исходя от этого, вот он как бы по полочкам, блядь, по косточкам разложил, блядь, этого трамплинского, нахуй, всего вот этого. Ну, хочется тоже послушать, ну, это долгая история, их слушать, блядь, они очень долго говорят порой иногда. Ну, как долго? Не больше меня уж они говорят, блядь. Ну, час-два, блядь, точно. Может, час. Поэтому ихние вот эти высказывания порой, ну, как сказать, вот так послушаешь, вроде бы, блядь, правильно что-то говорят, да, думаешь, да, и вот все круто, но результат знаете какой? Результат, что ни за ними, ни за мной, ни за нами, за всеми, блядь, никто еще оружие в руки не взял. Понимаете, блядь? Плюс никто даже и не просил, где бы взять оружие. Понимаете, вот в чем прикол. У нас и дать оружия-то нету. У нас у самих оружия нету. Вот. И поэтому у нас порой, иногда я говорю же, наши эфиры проходят просто по тупости нахрен. Где мы возьмем, что возьмем, блядь. Вот от этой херни, блядь. Вот, я не знаю, смысл, блядь, вот это всё демагогию нести о Трампе, блядь, о Путине и так далее, и так далее. Все равно от этого народу, блядь, ни тепло, ни холодно, блядь. Народу Башкортостана, Татарстана, Дагестана, Ичкерии и так далее, им не до нас, не до этих вот этих высказываний, блядь. По идее, если так подумать, блядь, если конкретно осознавать, блядь, не до этого, блядь. Им, блядь, как я вчера только говорил, лошман тарталар, блядь. Они тянут это лошман, блядь, ну, тянут бурлаки на Волге свою лямку, нахуй, грубо говоря, и они не могут, блядь, откуда бабки найти, что делать, блядь. Там людей идти убивать за 200 тысяч, блядь, или чё, блядь, или жопу давать, нахуй. Вот они думают об этом, блядь. Поэтому мы вот этим всем разговорами, блядь, я считаю, что безрезультатные какие-то порой действия мы делаем, блядь. Вот я это конкретно понимаю, блядь. Но все равно я пытаюсь что-то, блядь, говорить, блядь. Почему? Потому что все равно какой-то, блядь, ни туда, ни сюда вроде, блядь, но все равно надо что-то говорить, блядь, понимаете? Но я это точно осознаю, что рано или поздно, э, рано или поздно мы, как говорится, соберемся. Все равно, я думаю, соберемся рано или поздно. Но когда неизвестно. Поэтому мы должны будем, так сказать,
хотя бы морально подготовленными быть. И когда уже морально подготовлен будет, когда-нибудь пух, что-нибудь произойдет, блядь, мы, может, тогда уже будем уже, как говорится, не балаболить, а действовать. Как-то так. Да. Свержение этого режима, да, дочитаю. Очевидно, что на этот раз есть возможность выполнить свою работу и избавиться от этого режима. Я думаю, в каком-то смысле все сложилось удачно. Да, многих уровнях созданы все условия для краха режима, добавил он. На вопрос о роли, которую он видит для себя в любой будущей исполнительной власти, он ответил, что его цель – помочь исцелить страну. Я думаю, что моя роль гораздо глубже и ценнее, чем быть загнан в рамки одной конкретной руководящей должности. Знаете, в стране действительно пострадавшие, подавленные, деморализованные, обманутые, преданные, потребуется время, чтобы вернуться в нормальной жизни, сказал Пахлави. Пахлави кто такой нахуй? И наследный принц Ирана Реза. Что нет необходимости в военном вмешательстве. Конечно, нет, блядь. Конечно, кто хочет, блядь, военного вмешательства, блядь, туда, блядь. Прекрасно знают, что, блядь, если туда военная хуйня зайдет, блядь, опять нахуй, как это Вторая мировая начнется, блядь, в этом ебучем, этом Иране и так далее, блядь. Это пиздец будет опять, дичь какая-то, блядь, и вся вот эта волна, нахуй, поплывет сюда, блядь, и все, сука, будут плыть сюда, нахуй, блядь. Это пиздец. И опять будет везде отдуваться от всего этого, блядь, Европа будет охуевать. США заявила, что не намерена допускать Россию к нефти Венесуэлы. О боже мой. Госсекретарь США Марко Рубио прямо заявил, что крупнейшие в мире запасы нефти не должны находиться под контролем противника Вашингтона, России, Ирана и Китая. По его словам, Венесуэла не может быть использована как опорная точка для их интересов в регионе. Потом я вспомнил еще то же самое. Насчет вот этой нефти, блядь, опять эта нефть, блядь, какая она заебала. Короче говоря, чтобы эта нефть, оказывается, густая какая-то, как говно какое-то, блядь, густое, блядь. И в итоге, короче, чтобы разжижать это говно, короче говоря, нефть эту, блядь, долбанную, блядь, эти все аппараты, оказывается, только есть в США, блядь. Поэтому, как говорится, США, блядь, прям как муж и жена, блядь, нахуй. Они слились в этой Венесуэле, поэтому, получается, все его высказывания, ну, он делает к этому, подводит эти высказывания, что, блядь, они как раз-таки к этому и пришли, что он продал, короче, Венесуэлу за свою жизнь, блядь, и съебался, блядь. Бабосы, остров и все. Вот почему? Потому что все переработка, продажа, покупка, нахуй, бензин делать туда-сюда, все оно нужно Америке. Поэтому, блядь, чем гоняться, блядь, в 3 пизды, нахуй, в Иран, блядь, за нефтью, нахуй, да, ведь, или куда-то. Они вот здесь под носом будут брать, блядь. Вот и все. Как это, дочерняя компания, нахуй. Рядышком, блядь. Хуякс и все, блядь. И потом, может, через какое-то время еще говорят, что будет какой-то 50 хуевский, блядь, штат, нахуй, Америки, блядь, станет и все, блядь. В чем тут проблема, нахуй, блядь. И потом, самое интересное, нам да чё, блядь? Вот пиздец, вот каждую дырку зунья про это говорят. Да нам нахуй оно нужно, блядь. Вот нам нужно оно, нет? Я думаю, что не нужно нам, блядь. Потому что мы от этого нам ни тепло, ни холодно от этого, блядь. Да, мы там проебываем деньги, да пизду, блядь, нахуй. Поймите, я так понимаю это, блядь. Как говорится, если мы, как мусульмане, будем размышлять, как мусульмане, bizden gitmeyecek. А кишинеке безге гюкмаешек. Вот, грубо говоря, нам ничего нахуй, наше не потеряется, а чужое нам и не прилипнет. Понимаете, нам нахуй нужна венесуэлская какая-то дичь, блядь. Здесь, блядь, у себя, блядь, надо разбираться, блядь, в Башкортостане, в Татарстане, нам была житяшек, бетонебер. Вот этот земли свои отобрать нахуй, разобраться, блядь, и нам и продавать куда есть нахуй. Блядь, и все, у нас все, блядь, есть, блядь, нахуй. Не надо бегать нахуй, клиентов искать нахуй. У нас хуево туча там, блядь. Вниз посмотришь, до Пакистана все можно, до Афганистана все пихать, блядь, продавай, да продавай, блядь. Не именно же сказано, чтобы, блядь, копать-то копать, копать-то копать, нефть продавать, блядь. У нас и без нефти, без этой всякой хуйни можно жить тоже, блядь, нахуй.
Потихоньку будем что-то придумывать, блядь. Главное отцепиться, блядь, нахуй от Москвы, блядь. И потом уже все будет нормально, я считаю. Потому что я вот наблюдаю, да, даже вот Европу, да, Европа. В Европе вроде бы, блядь, я не слышу, чтобы где-то была нефть, блядь, нахуй. Я не помню, блядь. В Норвегии вроде только есть сланцевая нефть, блядь. Из моря, или как откопали его. И то, блядь, недавно, ну, так сказать, недавно, блядь. Недавно, блядь. Как это, блядь? Не так, так сказать, давно, блядь. И в итоге, получается, они и до этого, блядь, не бичевали. И нормально живут же. А в прошлом они бичевали, да, базара нет, но ну, они же выкарабкались. Поэтому, как говорится, у нас-то, блядь, уже как бы все есть, у нас все было, блядь. Мы в это все было, блядь, в это, так сказать, 500 лет все было, и 500 лет сосуд, блядь, имеп әле дә теге бетерелмиләр, беләсезме, теге сөт килә дә килә, бетми теге сөт, теге, понимаете, обильные, как говорится, дойная компания, блядь. И вот в итоге, короче говоря, и ничего не заканчивается. Поэтому я считаю, блядь, и 500 лет ничего не заканчивается, оно, блядь, и когда мы захватим свои земли, блядь, и оно тоже так же не будет заканчиваться, иншаллах. И поэтому нам все хватит. Все хватит, блядь. Даже если надо будет, блядь, голодать будем, но зато, блядь, подымем страну. Понимаете? Башкортостан, Татарстана поднять и все. Поставим, блин, мы их все равно как нужно. Идем дальше. Сын Кадырова стал вице-премьером Чечни. 20-летний Ахмад Кадыров также является министром по физической культуре и спорту. Он продолжил занимать и этот пост. Уже готовится замена Кадырова-старшего на Кадырова-младшего. Комментарий какой-то есть. Примерно понятно, чего добивается Кадыров главное. Но вряд ли это сработает. Если у детей не будет нужных компетенций, что максимально вероятно, то все очень скоро и стремительно посыпется. Ну, про Чечню что я могу сказать, блин? Мы одно знаем. Хабирова, Минниханова не будет. Значит, и тех тоже не будет. Вот и все. Тут размусоливать не надо. Потому что в Узбекистане как произошло? Каримов умер, даже до последнего, блядь, нахуй, СМБшников все, грубо говоря, поменяли, блядь. Всех поменяли, нахуй, в Узбекистане. Последнего пидорасов даже понасажали. Даже дочь посадил Каримова, блядь, Междяев. Так что сразу другой клан придет, очистка будет. Поэтому, когда Ичкерия придет, явно этих долбоебов всех уберут, блядь. Вот и все, нахуй. Никого не будет там, блядь. Поэтому насчет этого даже беспокоиться не надо, нахуй, блядь. В Дагестане что, не видите, что ли? Что, Дагестан нет, что ли? Воткнули какого-то узкожопого, блядь, усатого. И то, может, он не узкожопый, а еврей тоже, блядь, в оконцовке получится. Сори. Тамак тебя. Вот так вот. 56 человек. В Азии есть развитые страны первого мира. Япония, Тайвань, Южная Корея, Сингапур. Они для нас пример готовы. Вот подавно. Народ из всех повесит. Вот мы из этих примеров как раз-таки, вот особенно Индонезия, там еще есть именно, которая мусульманская, да, если я не ошибаюсь. Как раз-таки мы в таких стран и будем, как говорится, связь держать, чтобы, как они вот подняли свою страну, и как они поднялись и такими стали, такими бизнес-страной, так сказать, блядь. Вот надо поинтересоваться. Но я считаю, блин, без Башкортостана, вот даже если мы башкирский мед забрендируем, вот башкирский мед, да, ведь, вот просто башкирский мед, привезти его во Францию, башкирский мед привезти, блядь, так цена взлетит на него, блядь, что мы запаримся там его доить, как говорится, мед делать. Башкирский мед, я помню, ну, раньше тоже вам рассказывал, фурами забирали, когда еще Европы вась-вась хорошие были. Фура приехала из Франции, я своими глазами видел, когда я ездил по деревням Башкортостана,
Заехала, я говорю, ну, мен с родом. Я сам тоже за мед ехал. Я говорю, а что они тут? А олар деген нәрсеге бал жеп жүрелер. Мен айттым, ни хрена Франциядан келгенлер деп қойған едім шынында мен. Я охренел, блядь. Я же как бы вижу ФР, блядь, и номер был этот европейский. А что они приперлись? Ну вот они в деревнях по Башкирии ездили и собирают мед. И все им отдают там. У кого тонна, 2, 3, они, короче, продают. Вот они, получается, во Францию забирали башкирский мед. Поэтому после этого я понял, что ни хрена себе в цена, блядь. Вот так вот. И так, чтобы понимали, во Франции килограмм меда стоит 22 евро. Вот у пасечников. Я торговал вместе с ней 1 год, помните, я снимал еще. Просто я помню даже цену. 22 евро килограмм меда. МИД РФ в срочном порядке ищет другого поставщика кокаина после задержания Мадуро. А, нихуя себе. Этому Медведеву или кому там. Скоро начнется ломка, кто-то написал. Да уж. Пипец. Пипец. Так, идем дальше. Что тут? Ой, а вы, друзья, как не садитесь? Ну да, Республика Юрто. Вот наш Кутахбаш из Башкортостана. 2025 для экономики Башкортостана несложный, а показательный. Эксперты называют год провальным. Прибыль, по их словам, рухнула почти вдвое. Промышленность за январь-октябрь 25 96,3 в прошлом году, то есть минус. Вот жилья, минус четверть новых школ и десятов в ноль. А бюджетный дефицит разогнали в обещанных 4 миллиарда до 28,68 миллиардов. 28,68. Выяснилось, что держимся на НДФЛ жителей свыше 90 миллиардов. И на распродаже активов символ года плана продать 6,3 Башнефти, закрыть дыру, сегодня потерять рычаг влияния, завтра, то есть все хабировские реформы, пшик, они не дают результатов. А вы, друзья, как не садитесь? Помните басню Крылова «Квартет»? Сюжет простой. Мартышка, осел, козел и медведь решают сыграть в квартет. Берут инструменты и ничего не выходит. Они делают гениальный вывод. Проблема не в том, что играть не умеют, а в том, что сидят не так. Начинают бесконечно пересаживаться, менять местами инструменты, результат тот же. Ну, это как до этого я говорил, вот так почитаешь, да, ведь вот что происходит, да, и там это продали, то продали, это. Порой, білесіз-ме, бұл әйберлерні, вот давайте вникнем в суть этого писанины. Вот мы думаем, да, вот мы, допустим, вот они рассказывают, вот Республика Юрто, какая-то группа, короче, в Телеграме. Она пытается доносить народу вот такие вот проблемы, да? Мы вам доносим вот такие проблемы, допустим, Кишиуля на Украине. Просто так духнут люди. И таким образом, получается, мы вам доносим какие-то мысли, что насчет того, что вот они говорят, что мы вот такие, короче, в итоге что происходит? Нам от этого то, что люди, сейчас соберусь мыслями, отлетели мысли. Сейчас, секунду. Рустам, видел? Иншаллах, ему капут. Сори. Азер. Так, что я хотел сказать? Кешекильда, мысль улетела. Вот мы рассказываем всем, вот они рассказывают, мы рассказываем вам про людей, про вот это все, да ведь?
Окей, они рассказали, эти рассказали, все другие рассказали. И получается какой-то эффект, как будто бы люди что-то делают, рассказывают, но ни хрена ничего не получается. От того, что там рухнул бюджет и так далее, продали Башнефть туда, продали сюда, Хабиров такой плохой, то все. Теперь возникает в корень, давайте в корень посмотрим. Это вот этих дебилизмов, которые обычно мы читаем. Мы, вот мы все, вот кто это грузит, все мы, э, понимаете, как каждый день вот кушаем что-то, допустим, сегодня плов, завтра там шурпу там и так далее, да? И тут то же самое. Сегодня Трамп, вчера Мадуро, потом завтра какая-то дура еще, блин. И вот, так, вот, короче, мы каждый день какие-то хрени рассказываем вам. В итоге от того, что там они продали Башнефть или что-то сделали, от всего этого мы что-то потеряли? Нет, мы ничего не потеряли. Башкортостан что-то потерял? Тоже ничего не потерял. Башкорт һәм татар халкы что-то потерял? Тоже ничего не потеряли. Мы ничего не потеряли, потому что мы их не имеем. Мы этого не видим, нету этого. Если мы вот это, имея, потеряли бы, другое дело. Но вы скажете, как мы же имеем, и мы их теряем. Окей, вы теряете сейчас. Вы его теряете сейчас в каком понимании? В каком-то там нулевом эквиваленте вы его теряете. Потому что ул сиңа вообще тиешле түгел. Сені шул 200 000 акчаң бар за убийство украинцев. Вот оно и есть 200 тысяч, блядь. Ты ничего не теряешь. Ты теряешь, да, где-то там цена вырастет, то все там чуть дороже заплатишь, тебе чуть меньше останется кайфануть, блядь. И все. Ни хрена, ничего не теряется. Объясню. Это мое видение. Если мы боремся за весь Башкортостан и территориальные, которые, те территории, которые я говорю, все забрать, и Татарстан от Москвы, мы ничего не теряем. Вот представьте, земля стоит, мы приходим, просто забираем всю землю. Получается, после этого то, что вот эти нам хотят загнать дичь какую-то про него, то, что там Башнефть купили, это, и это, у вас мысль может возникнуть неправильная, что, блядь, это же мы проебали, Сеченю продали, Роснефть забрала туда-сюда, а как мы будем забирать? Вот это вы должны, блядь, развеять сразу нахуй. Мы забирать ничего не будем нахуй. Все там и останется, понимаете? Все там и останется. Мы ничего не будем забирать. Ничего. Все мы просто отберем, блядь. Все отберем. Как, ну, даже отбирать не надо будет, блядь. Там все останется, блядь. Это же всего лишь, блядь, Филькина грамота, нахуй. Эти бумаги, нахуй. Это бумаги, блядь. А все, что на земле, все останется. Оларга инан тишигинен Башнефтьны, допустим, сотып жиберди дейилгенминде. Допустим, инде представили, Башнефть продали. Или там вот Чечня нефть продали кому-то. Блядь, кому продали, блядь? И их мы уничтожим, блядь. Кому мы продаем, кому они, точнее, продают, все мы захуярим всех. Смысл, блядь. Понимаете смысл? Поэтому я считаю, вот этой хуйней, вот реально мы порой, я думаю, блядь, даже вот порой читаю, блядь, не надо, сука, понимаете, вот вообще дичь конкретная, блядь. Бу нәрсәкәй, юк нәрсә, блядь. Юк нәрсәгә кайгырырга кирәкми. Бар нәрсә ул җир. Безгә җир кирәк. Понимаете? Вот вспоминаю сейчас вестерны американские. Почему индейцев убивали? Вот это и Клинт Иствуд, блядь, всякие фильмы. Вспомните какой-нибудь фильм. Вот у меня в голове сразу едет поезд, короче, и стреляют с окна, блядь. Тах-тах-тух-тах, короче, поезд останавливается, блядь, где-то взрыв, блядь, рельсы и пустыня это, блядь. И потом прибегают на лошадях какие-то захватчики, спасают туда-сюда, короче, хуйня, короче. Ну, фильм это. И вот исходя от этого, мы понимаем, что американцы уничтожили людей из земли. Понимаете? Они не пришли, блядь, со своими деньгами, со своим золотом, не пришли туда.
Башнефтьні, блядь, акциясын тотып, Хабировтан бермеген нахуй, блядь, тортып алып келгенлері yok. Понимаете, блядь? Вот в чем прикол здесь. Вот из-за этого я считаю, наша задача сейчас мобилизироваться конкретно внутри нашего общества, которые просто хотят своей независимости, чтобы хотят жить хорошо, блядь, иметь свой настоящий башкорт һәм татар паспортын, блядь, акчасын, үзебезнең милли, как говорится, жизненно, милли хаят, өзіміздің милли хаятны кешірерге, мына шу ойларны бізге ойларға керек, понимаете? Вот это ценнее, блядь, чем вот эта дичь, которая, блядь, как бы аукционы, акции, хуякции, биржи, блядь, это вся хуйня, поймите. Когда мы зайдем, иншаллах, вся эта хуйня испарится сама по себе, блядь, и останется все вот эти, грубо говоря, земли, шахты, нефть, все там. Понимаете, блядь, беспокоиться, читать что-то и беспокоиться, блядь, я считаю, вообще не надо, блядь. Услышать новость, беспокоиться тоже не надо, нахуй, блядь. Понимаете? Поэтому мы должны внятно вам все это, блядь, доносить, блядь. Вы понимали в корень, что это все хуйня, это всего лишь, блядь, бжик, блядь, нахуй. Вот и все. А если мы поймем, что в корень, блядь, что путинасос, узкий мир, блядь, мрази, это гей-община, блядь, нахуй, и вся вот эта дичь, блядь, вся куда-нибудь хуякс денется, и вы останетесь наедине сами с собой, башкортлар, блядь, татарлар, блядь, именно шунда надо размышлять, что вы будете делать. Вот как вы будете вести страну свою, блядь? Вот как нужно, блядь, идти, понимаете? Как вы будете менять, нахуй? Там, допустим, везде у вас вьетнамские рынки, нахуй. Везде какие-то еще, блядь. Все. Как вы будете ими управлять? Какое управление придет, блядь? Как вы будете управлять землями Челябинска, Екатеринбурга, дальше Пермь? Все вот эти земли, это будет все Башкортостаном. Как вы будете этим рулить? Вот этим нужно заниматься, понимаете? И как это все захватить, забрать, максимально меньше теряя людей. Понимаете? Без жертвоприношений, так сказать. Мына шуны ойларға керек деп ойлаймын мен. И вот только тогда мы можем, блядь, прийти в корень, что зло, корень зла, сидит в Москве, и мы уже пойдем, уже не думая об этих проблемах, а думая уже, что только одна есть проблема – Москва. Все, вот больше у нас ничего нету. Сейчас вот эта хрень выскакивает постоянно, блядь. Хуйня вот эта. Этот. ТикТоки. Забываю всегда это. Сила нужна. Вот именно вот. Сила нужна. Сила, которая, блядь, просто, блядь, это все отберет нахуй. И все, и вернет к себе. Нам свое надо отобрать, понимаете? Блин, вот, допустим, даже вот я детство свое вспоминаю там вообще, да, и вообще в людях говорилось, блядь, ну ты хотя бы за себя постой, за себя ты должен стоять, вот так говорили мне, понимаете? Вот такая, как-то вот так было, блядь. Даже вот, я помню, блядь, когда каждый приезжал с армии, вот ты тоже пойдешь, там было так-то, вот про армию нам рассказывали, так было, короче. И мы же это все вкуривали, когда уже потом в армию пришли, ага, так было, мы это не будем делать, ага, за это та-та-та-та, вот так, короче. Вот движухи вот такие были, понимаете? Мы уже знали, что делать, что не делать. А тут, получается, мы читаем всякую дрянь, слушаем какую-то дичь. Этот сказал, Жириновский был, блядь, нахуй, пиздец, ясновидящий, блядь, там еще кто-то была, ясно, пиздовидущая, блядь. Блядь, от этого что, блядь? Сами, блядь, самые главные многобожники эти, блядь, все вот эти, кто пишет комментарии под Жирика, блядь, все какие-то конченые неверующие люди и главные какого-то Жириновскина Сузина, блядь, ашанала, блядь, хуети там, блядь, нахуй. Шайтаны тупорылые, блядь. Я же вам рассказывал, блядь,
Я попал один раз, блядь, в охранную хуйню какую-то, блядь, в этот Серебряном Бару, блядь, нахуй, в Москве, блядь. Ну, так было до меня, блядь. Не везло в жизни, блядь, и попадался я какой передрягу. Блядь, сука, проснулся, оказался, блядь, оказывается, по соседству Жирика дом, блядь, гандона этого ебаного, блядь. В Серебряном Бару, блядь, у Жирика дом был, блядь. И Жирик туда приезжал, блядь. Пиздец, там охрана, вся хуйня, короче. Нам говорили, блядь, не смотрите, блядь. Хуй туда смотреть, блядь, нахуй он мне сдался, блядь. И вот так я, короче, я там побывал, короче, не знаю сколько. И я сказал, блядь, нахуй, братан, забирай нахуй меня отсюда, нахуй. Ебал я вашу работу, нахуй, такую. На работу меня так забрали один раз. Менты, блядь, ебучие, нахуй. Менты меня определили на работу. Я охуел, блядь, в Москве, блядь. Говорит, хорошую работу, я, говорит, предлагаю тебе, говорит, блядь, охранять будешь. Я говорю, чего охранять? Ну, говорит, дом, блядь. И приезжаю, блядь, оказывается, это, блядь, грубо говоря, блядь, по соседству Жирика дом, блядь. То ли это и Жирика дом был, я не знаю, блядь. Короче, конкретно мне сказать, Жирика дом. Ну, охранять будешь не говорили, но получилось так, что Жирика дом, блядь. Вот, потому что там пиздец, блядь, сука, двор огромный, блядь. Хуй поймешь, где чьи дома и где заканчивается территория, блядь. Но главное, блядь, ворота вот на Махалю выйти нельзя, блядь. На Урамгаш-Шаксан пизда, блядь. Там этот, как это, Тихий час или как называется, блядь. Ну такой, блядь. Атас нахуй там. Никто не ходит там, блядь. Только по позывным пишешь. Прям, блядь. Я выйду на улицу, магазин. Хуй, нельзя выходить. Окей. Короче, вот так, короче, там вот такая дичь, короче. Когда только меняешься или как-то там, в выходной день можешь в магаз сходить, а так хуй ты не выйдешь, не зайдешь, блядь. И в этот ебучий Серебряный Бор тоже не зайдешь, Бор. Там тоже шлагбаум, блядь. И по всей улице контроль, блядь. Улица вся контрольная, нахуй. На улице никто даже пешком не пройдет, блядь. Никто не проходит пешком, только на машине надо проезжать. Ебанутое место было, блядь. Вот так они вот боятся, гондоны. Так что эти места, кстати, я тоже знаю. Мы туда тоже заглянем, иншаллах. На Москву поедем, пизда. Блять, хочется там погулять, нахуй. Может, какой-нибудь трофейчик захватим, блять. Вот так вот. Так. 2014 год. Вот что опять? Что они спорят? Санкции это не то, что нас не сломит, это то, что нам нужно сейчас. Вывел страну из позора нищеты 90-х годов! Отрыжка болотной площади. Никогда Россия на коленях стоять не будут. Вот эти к нам еще приползут на коленях и будут просить наших новых технологий, наших космических программ, и мы еще будем кормить Европу и Америку. И сейчас, когда на чашу весов поставлено либо пармезан и устрицы, либо сильное государство, которым мы можем гордиться, как можно выбирать вообще между одним и другим? Мы все в этой студии патриоты, все. То, что мы сейчас сказали, что мы все не боимся, это, конечно, хорошо, но не надо храбриться, надо признать, что каждый сейчас из нас, мы посмотрим друг другу в глаза, мы боимся. Но это тот страх, который в свое время остановил Гитлера, Наполеона и прочих наших друзей и товарищей из Европы. Возможно, будет тяжело. Я готова, что, возможно, придется есть хлеб и пить воду. Но я точно знаю, что как бы тяжело не было, ни я, ни моя семья на Болотную площадь не выйдем. Сами санкции – это показатель силы нашей страны. Здесь такие актеры, блядь, на их рожи, блядь, посмотришь, прям каждый уже текстом выучил, короче, и шуны суля бутрайна, блядь. Здесь, нахуй. Такие, блядь, хуйни происходили раньше. Я ебал в рот, нахуй. Прикиньте, я сейчас вспоминаю детство свое, блядь, и понимаю, что такую дичь, оказывается, нам показывали по ОРТ, блядь, по этим всяким РТРам, блядь. На такой наебалово нам показывали, оказывается. А я не понимал этого, прикиньте, мелкий был, блядь. И не вкуривал, ой, блядь, ну да, понятно. Пиздец, вот так, короче. А я не понимал, нахуй. Что за дичь, нахуй, что за дичь, блядь. Ну, отец понимал. Отец слушал, блядь, нахуй, не только вот эту дичь ебучую, блядь, по телеку, нахуй. Он всегда, он құлағының астында нәрсеке бар, блядь. Радиоприемник, темп, блядь, какой-то. Он же как бы еще радиотехником был.
Вот такой, блядь, у него СССРский, блядь, нахуй. Он орда, блядь, 24/7, блядь, не выключался. Вот так переключит, блядь. Озатлык радиосы сөйлей. Озатлык радиосын иштей. Потом время проходит, быстро он прослушает. На казахском слушает. Потом на узбекском. Озатлык радиосы сөйлей. Татар тілінде сөйлей. Потом еще бүтін тілде сөйлегенін иштеп шыға ол, блядь. Который он понимает. Кино было, блядь. И вот оттуда он и понимал, что, блядь, что хуево, что не хуево. И поэтому он уже почувствовал, блядь, вот эта пизда приходит Узбекистану в 98 году, поэтому он нас и отправил в Башкортостан. Поэтому я отправил. Я не жалею, что я переехал, потому что реально там пиздец, нахуй, после 98 года было. Реально пиздец было. И да, во время 98 года было пиздец тоже, блядь. Вот как развалилось все, до 98 года ебануться было. Их жопа жопы, нахуй. Газа нету, свет, блядь, вырубает, блядь. Нищета, нахуй, блядь. Ебануться. Это ты там хоть деньги давай, нахуй, у тебя ничего нету, блядь. Вот хоть деньги, блядь, есть у тебя, ты никто там, нахуй, блядь. Ты никто. Ну, чё, ты можешь уголь купить, нахуй. Там 3-5 тонны уголь покупаешь. Ну и чё, теплый ты, ну ты в тепле, и чё? Блядь, жрать покупаешь. Ну, жрать, блядь, пиздец, нахуй. Жрачка, знаете, какая была? Хлеб был, блядь, из грязной муки. Представили, грязная мука? Я просто не представляю, что такое грязная мука, да? И там представлял, где, блядь, в хлебе может выйти, все может выйти в хлебе. И за этим хлебом стоишь в очереди, блядь. А за лепешками то же самое, блядь. Лепешки тоже берешь, и этот хлеб берешь. Но нет муки, нахуй, блядь. Муки нету, блядь. Потом что-то завезли с Казахстана муку. Альхамдулилля, мука пришла с Казахстана. Казах уны келе башлады бізге, блядь. Вообще дичь была, блядь. Масла не было, блядь. Ели как масло откуда-то рожали, блядь. Этого хлопковое масло, блядь. Вот это вонючее хлопковое масло, которое дорбумаян. И вот этого даже был пиздец, блядь, дефицита. Мы охуели там, блядь. А потом, когда в Башкортостан мы переехали, ебануться, я подумал, нахуй. Вот это рай, блядь, нахуй. В Башкортостане, блядь, все было, нахуй. Пиздец все было. Я хуй знает, что я не было, даже то, что я в Узбекистане не видел, там увидел, блядь, нахуй. Все было, нахуй, в Башкортостане. И я не жалуюсь, блядь. Вот 98-го года. До 98-го тоже я видел, блядь, все. После 98-го вообще, блядь, все плавно пошло. И, альхамдулилля, я рад, что мы переехали. И как-то, блядь, вот так, как-то вот так вот. Жизнь такая вот. Говорят, что Россия не в состоянии провести операцию аналогичную захвату и вызову Мадуро. Все это наглая ложь. Шах и мат. Вам, русофобы. Напомню, вторая армия мира в 22 году героически захватила и вывезла енота, о чем сообщало государственное телевидение. Дичь какая-то. Это правда. Че правда? Ну что же, хочу прокомментировать ситуацию по Венесуэле. Да, действительно, президента Мадуро охранял спецназ Ахмат, но дело в том, что наши бойцы разминулись с отрядом Дельта, и поэтому все вышло так, как вышло. Ахмат сила, Россия мощь. Салам алейкум. Я похуй. Ну, бұлар қыстырмаған жері жоқ, бля, ёпты. Мында да Ахмат болған мына, ёпты нахуй. Ну, пиздец, нахуй. Ахмат көп екен, блядь. Даже если в Венесуэле они тоже там, блядь, охраняли Мадуро. А как же они разминулись? А как же? Они пришли, ну да, они пересменка ушли, короче, типа на Новый год или что, блядь. Уякс тут американцы зашли, Мадуру забрали, блядь. А они где были, блядь? Бля, гашиш курили, нахуй, блядь, где-то в стороночке, блядь. Сука, я охуею, блядь, я охуею. И тут комментарий. Разминулись с Пригожиным, разминулись со спецназом Дельта. Сплошная разминка, блядь. Пиздец, сука, блядь. Я хуею, блядь. Сори. Я вообще пиздец. Так мы и так самые великие. Вы только когда я вас добью.
Ну, я просто охуею, блядь, нахуй. Yo'q, bu inan teshigi qaydan kelib bu qistra o'zini, блядь, men anglamadim, блядь. Bu quttaq bosh qaydan kelgan so'ng bu, блядь, я охуею, блядь. Нет, ладно, хотя бы сказали бы, да, там был спецназ, короче. Ну да, я слышал что-то тоже, как бы там вроде бы кто-то сказал же, или в новостях кто-то, блядь, на дожде, что ли, что-то я сегодня слышал еще, что там была охрана, Россия охраняла, блядь, его. Охуеть, блядь. Да, охранялась, блядь, что-то, блядь. Странно, блядь. Это конкретная хрень, блядь. Жестко, блядь. В Венесуэле таскает по улицам сваленный памятник Уго Чавеса, продолжателем советской политики, которого был выкраден и Мадуро. Вот так всегда, только вчера был всеобщий одобрямс, целых 99%, как и уже завтра статуи валяются на земле, и не найти ни одного человека, кто бы искренне поддерживал свалившийся режим несменного диктатора. Да, вот кайфует, блядь. Ой, нихуя себе тащит, блядь. А прикиньте, это статуи тащат. А если этот, они бы забрали бы и как Саддам Хусейн или кого там таскали за голову. Этот Мадуро тоже, может, наверное, проехался бы так же, наверное, да? За яйца нахуй тащили бы его, наверное. Дебилизм. Так. Пропагандисты Белоруссии съехали с катушек на фоне захвата Мадуро, лучшего друга Лукашенко. Мадуро захвачен. Его будут пытать. Над ним будут издеваться. Его будут возить в клетке по Капитолию на посмешище. И никогда не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по всем, по нам, по каждому из нас. Мир лютой силы наступает. И выживут только те, кто не обманется. У них тоже есть какие-то зетники, кто сможет дать отпор. В эти минуты шатают и качают Иран. Китай и Россия уже вышвырнуты из Латинской Америки. Там осталась только Куба. Нет Сирии. Бой идет на всех границах и на всех континентах. Западу жизненно необходим полный контроль на Балтике. А это уже по нашу душу. Я не нагнетаю. Военный бюджет маленькой Литвы в этом году больше нашего в 10 раз. Про Польшу молчу, там в сотни раз. Они готовятся убивать, рвать и метать. Не будет мира во всем мире. Не будет ничего хорошего и доброго. Можно только выстоять. И мы выстоим. С нами президент. С нами великая Россия. Нихуя себе. Убили меня. А чё это? Пропагандисты в Беларуси съехали с катушек. Меня, если они из Беларуси, а почему они, блядь, на белорусском не говорят? А чё шпрехают на узкожоповском языке? Я не понял, блядь. Интересно, блядь. Чё, у белорусов язык потерялся свой? Сегодня в иранском городе Марвдашт, провинции Фарс, люди пришли на церемонию похорон одного из протестующих с оружием. Силовики часто не разрешают свободно провести церемонию похорон протестующих, но сегодня, думаю, они задумаются, прежде чем ехать на эту церемонию. А что, нормально? Все. Что-то там будет. Убили, что ли, получается? Тоже дичь непонятная нахуй. No, to the old age. Ой, бля. 30 миллионов человек населения Венесуэлы, 10 миллионов сбежали из страны за время режима Николаса Мадуро. Да, Венесуэла, ну, я видел, здесь, во Франции я видел вроде бы, они сюда приезжали сдаваться.
Во Францию это до хрена я увидел. You Во wanna Франции sit? они сдавались. Вот Bro, так вот. don't worry about tomorrow, okay? We're gonna fix that. No, I It's don't- good you come to me. Don't worry, I'm not this stressing guy about I this know, stuff, I you know. know? You know, You don't have to the make dog me make mad. how, huh? О, But Нисо, I don't Нисо, bite. I Нисо, wanna finish Нисо my day грузят. feeling happy, man. Yes. Дивизион 270-го I have too many stress in my head, you know? What's happening in Gaza? с Новым My people in bad situation. The winter is coming. No, you finished? Дивизион Palestine, Gaza تحديدا. Нисо, And I Нисо have too пишет many friends killed. по стопам And I Юрия. looking for Lawa Убери его to get my отсюда. mom. Реально он мешает. Lawa, to get my mom. По стопам Юрия Буданова самое ужасное и позорное, что может случиться с чеченцем, это стать российским солдатом. Артиллерия готова, нет? Like a can. А? I don't want to По запланированной цели огонь, залп, с Рождеством. Looking. Okay, you don't understand and you don't have to know what my situation. Да уж. Another video. Man, I have too many stress. Bro, Башкортостан, Татарстанда, я думаю, таких сплошь и рядом, блин. Потому что если я посмотрю по родственникам, кто Новый год отмечает, тут каждый второй Новый год отмечает. У каждого дома елка стоит и так далее. Ну, я думаю, это прям не сверхъестественная какая-то тема. Так, тот самый из башкирцев, что-то, о, ну до хрена это загружено. Что-то загрузили видео, короче. Это надо догрузить, потом посмотреть. У Габасова какой-то видос через ИИ. Так. А ну вот. 17 миллиардов долларов, короче, вот. Россия рискует потерять миллиарды инвестиций в Венесуэле после падения режима Мадуро. Арест Николаса Мадуро американскими силами поставил под угрозу судьбу многомиллиардных кредитов и вложений, которые Россия направляла в Венесуэле в последние годы. По данным Reuters, в период 2006-2017 Москва выделила Венесуэле и государственной нефтяной компании около 17 миллиардов долларов. И вспомнил еще насчет этого, вот этих денег, короче, 17 миллиардов. Одни плачутся, другие это. И третьи говорят, короче, в новостях один хуй сказал, что 17 миллиардов пидорасии, это ебучий нахрен. И вообще это копейки, короче. Типа это небольшие деньги, типа. Представляете, блядь, небольшие деньги. И получается, если это небольшие деньги, то он его сравнил, блядь, с долгом, блядь, нахуй. Этих РЖД. Долгом РЖД, короче, блядь, 15 миллиардов, что ли, блядь, долг РЖД, блядь, или 1,5 миллиарда, блядь. Ну, короче говоря, с долгом РЖД он сравнивает еще подобие таких долгов, наверное, еще, наверное, добавил, я не знаю. В итоге 17 миллиардов для России, оказывается, хуйня, типа. Охуеть можно, блядь. Что они хотели, блядь, отдали, а что же они оттуда выжимали? Вот это интересный момент, блядь. Что, не просто так отдавали же. Разведки США и Британии заявили, что Аятолла Хамейни разработал план побега в Москву, если ситуация с протестом выйдет из-под контроля. О, блядь, точно, про него тоже говорили. Но этот пидор, оказывается, имеет, блядь, то ли 80 миллиардов, что ли? Нет, блядь. Короче, дохуя, не миллиардов, может, блядь, да еще больше. Короче, 80 что-то услышал, блядь, какие-то цифры, блядь, не запоминаю, блядь. Короче, дохуя у него бабла, но в Москва-Сити он ничего не купил, оказывается, еще. Если что, сваливать будет, наверное, снимать будет, наверное, блядь. Где-нибудь там Бирюлево, блядь. Так. Что ты? О, блядь, уфимская община, русская Башкирия. Сука, вот прикол повылазил, блядь. Что за дичь, нахуй.
уфимская община, блядь. Вообще попутали нахуй. Шунарға бетінде айтам мен, башқұрт татарларға, создайте свою общину, в конце концов, а? Сделайте, блядь, біздің егетлер, орыстарны сігәбіз деген группа какой-нибудь сделайте, блядь, и все, блядь. Хотя бы для начала, блин, сделайте какую-нибудь, блядь, телеграм-группу фейковую, блядь. Вот что-нибудь такое, блядь, хотя бы. И его этот делайте, блядь. Ну, как это, рекламируйте эту группу, блядь. Допустим, Башқұртстанда һәм Татарстанда. Башқұрт татар группасы против узкожопых, блядь. Просто для прикола сделайте хотя бы. И что, ну его, как это, блядь, хорошо рекламируйте, чтобы там дохуя подписчиков было, короче, чтобы он взлетел, блядь, у вас в Телеграме. И потом посмотрим на реакцию, что они сделают, блядь. Вот как-то так. Кстати, вы можете такую группу сделать и загружать мои туда видосики, блядь. Как раз я часто про этих геев говорю же, блядь, узкожопых, блядь. Загружайте, я как раз вырезать можете и грузить мои эти туда, группу эту, блядь, мои какие-то моменты, блядь. И как раз у вас будет какая-то тема, блядь. А вы сами не участвуете там. Просто сделайте группу, и эту группу как бы просто развить надо. Эту группу развить надо таким образом, что в Башкортостане, Татарстанда есть такая группа, и шухер навести чисто, блядь, просто пока. Как на него будет реакция. Понимаете смысл? Если номер нужен будет какой-то левый, да, вот я вам могу любой европейский номер, любую сим-карту возьмем и это ебучий этот телеграм-группу сделаете на эту сим-карту, если там требуется сим-карта, и все. И получается, делайте такую группу там Башкортостан, группа, община, да, блядь, как-то не как по-ихнему, блядь, должно быть. Какой-то путь башкорта и путь татар, короче, против узкожопов, нахуй. Вот такую группу какую-то надо сделать, блядь, и какие-то туда грузить всякие эмблемы, такие, такие грозные такие, блядь, и, сука, проверять ихнюю, блядь, психику, блядь, на чё же они, блядь, потом, как они, блядь, где они искать будут, нахуй, понимаете? Так, братья и сестры, в очередной раз напоминаю, что архиважно сейчас поддерживать... Архиважно. Что за слово, блядь? Архиважно сейчас поддерживать пленных по Баймакскому делу и их родственников. Если вы знаете их семьи лично, если вы не знаете их семьи лично, в любом случае ваша поддержка всегда очень важна. У многих из них есть дети, в том числе есть многодетные семьи, в которых по несколько детей. Это не какие-то богачи это, или баи, а обычный простой башкирский народ, карахалах. Представьте, что отцы этих семейств находятся в заточении, не могут помочь своим семьям ни финансово, ни как-либо еще. Дети растут без отцов, жены вынуждены тянуть эту лямку. А вы знаете, что за Урале это не самое богатое место. Больше половины из задержанных это жители сельской местности, фермеры, рабочие. Поэтому важно не оставлять этих людей одних, важно не давать им повода для слез и обиды от того, что их бросили. Они вышли в защиту Фаиля Алсына, в защиту всего народа и всей страны. А именно за это Россия дала по несколько лет заточения. Справедливо? Нет, несправедливо. Но мы проходили этот урок неоднократно. Россия поступала так постоянно. Разве это что-то новое в нашей истории? Были моменты похуже, но всегда, абсолютно всегда башкирцы никогда не оставляли своих людей на произвол судьбы. Каждый помогал, чем мог. Поэтому, башкиртар, я не буду давать контакты этих людей, потому что их много, и выделять какого-то отдельно я не хочу. Информацию об участниках Баймакского дела можно найти в интернете, в том числе на башкирских каналах. Ну а если вы знаете их лично, то вам тем более следует им помочь. Я повторюсь, любая помощь важна и цена. Можете помочь материально, можете помочь продуктам, можете помочь детям, канцелярии. Не нужно носить сладость, это лишнее. Можете помочь хозяйству. Вообще, помогите, чем можете. Это наша обязанность помочь своим подписчикам. Да, но нужно помочь. Обязательно. Вот Фитр Садака Бирюсуляр үшін мана номерлары да бар екен, мана целый куча мында келіп шығайынды. Фитр Садака бойынша 21 кишілік мында загружено. У меня пенсия не такая большая, пока только смогла послать по 200 рублей кімдір жазайынды.
по 200 рублей 8. В следующий раз другим. У всех телефон записала, не смогла провести Хаджиева, Сирия, не привет, хотя мне написано, что Сбер. Вот здесь как бы комментарии, можете почитать в Куштауда. И вот тут написаны имена. Фитр садақа бересулар үшін ұшы көп балалы қатындар ярдамға мұқтаж. Елдері баймақ іші бойынша ойылдан яшау түрмелі отыралар. Фитр салағалы оларға берергіз, иншаллах. Исламова Гульсина, 2 бала, муж арестован за баймакское дело, телефон привязанный, любой банк, ну и так далее. Я даже вот коперну, кидану к себе тоже. Можете потом сами посмотреть. Но я вам одну могу сказать прям сейчас здесь, как можно было бы им помочь. Даже вот это само даже сообщение тоже закину. Им помочь можно легко и постоянно. Но для этого нужно, поддержка один раз, для того, чтобы, я вам говорил в свое время, привозить мне маленьких кошечек. Вот, привозите кошки, получаете свою энную, так сказать, сумму. Вот эта помощь можно будет использовать им. Понимаете смысл? Можно даже из этих 80 семей, которые сейчас в таком состоянии, можно даже, каждая семья может по одному приезжать, и я, как говорится, как это нужно делать, все научу. Что нужно делать? Привозите мне кошечек. Ну, не мне инда, кое-кому. Уже мне невозможно привезти, потому что, вон, видите, где я живу уже. Как бы раньше можно было мне привозить, сейчас уже нельзя. Привозить нужно будет в Португалию. Сейчас нужно будет привозить теперь. В Португалию надо везти. Вот, кому интересно. Вот. И как раз таки это будет прямая и линейная помощь башкортларга, татарларга. Это не именно этим 80 семьям касается, это всем касается. Кому интересно привозить кошечек, ну, кому интересно, напишите мне, объясню, как это все будет происходить. Привозить, за это получаете энную сумму свою, катаетесь по Европе, как хотите, что делаете, что хотите, то и делаете, и goodbye. Вот примерно такая тема. Сюда приезжаете, уезжаете, все это дорога оплачивается нами. Мы оплачиваем это все. С вас только товар. Кошки. Понимаете? Белькей. Мяшелерма, писейлеринда, короче. По Башкортостану писей, по Казани мяще. Поняли? Надеюсь. Вот если вы будете привозить, 2 человека может приезжать сразу, по 5 кошек, 10 кошек. Вот 10 кошек надо привозить. А то мне заебали, пишут. Я же вам тогда еще видео снимал, летом еще. Им показывал вам их даже в живом виде. Мне пишут в комментариях, я когда в контакт куда кладу, меня контакт заблокировали, сука, из-за этого, блядь. Столько пиздец контактов заблокировал. Везде блокируют меня, блядь, уроды. Поэтому я тут вспомнил, блядь, сказать. Допустим, мне пишут, а зачем это надо? Блядь, зачем вам это нужно, блядь? Потом начинают прикалываться. А у нас их много на улице валяется. На улице они не валяются у вас, поймите. Это не те кошки, которые нужны нам, блядь. На улице то, что валяется, уже захолсано, блядь. Бізге керек шундай жүнсіз писейлер керек, блядь. Голые кошки нужны. Поэтому их нужно покупать. Их нужно аккуратно привезти, блядь, утермище. Понимаете? Вот такая тема. Вот эти вот везите, будете, как говорится, при деньгах по жизни. Хоть там каждый день привозите, мне похуй, блядь. Привозите хоть каждый день, блядь, получайте свои бабки и goodbye. Вот и все. Главное, как говорится, от вашего желания это зависит. Не надо только задавать вопрос, зачем оно тебе. Тебе деньги нужны? Привози. Зачем спрашиваешь, блядь? Шулай, понимаете? Давайте. Это я так уж вспомнил в тему. В данный момент пока этим только я могу помочь. Имеется в виду, вот поэтому я это и сказал. А так как бы у меня реклама везде стоит, блядь, кому надо, делает. Идем дальше. Военный осведомитель какой-то. По мнению ветеранов российской Альфы, операция США в Венесуэле была
так себе и не требовала большого ума. Российский спецназ круче американской дельты во всем и при желании может элементарно выкрасть Зеленского, но на это просто не дает команды. Мне аж, блядь, хуёво стало, блядь. В каком смысле выкрасть Зеленского, блядь? Меня убивает другая хуйня. Извиняюсь. Блядь, чай. Su ебал надо. Ромарио. Кофелини. Сыграл Патмана нахуй. Блядь. Пишет. А Озан Сыгин, блядь. Дай-ка блокирую, блядь, вот такие пидорасы, блядь. Ташак какой-то, блядь. Ромарио, блядь. У издания Daily Storm, блядь, вышел крайне особенный взгляд двух ветеранов спецподразделения «Альфа» на проведенную США операцию по похищению Мадуро. Приводим материал, как есть, для ознакомления с тем, через какую искаженную призму на происходящее смотрят отдельные высокопоставленные представители российских спецслужб. Сработали противозаконно, противочеловечно и противогосударственно, но, наверное, нормально. Мне кажется, операция по большому счету не плевая, а так себе. Сопротивления не было никакого. Быстренько зашли, видимо, всех подкупили, нашли продажных людей, и все, те двери открыли, считает полковник ФСБ и ветеран группы «Альфа» Виталий Демиткин. Здесь особо ума не надо, потому что операция была подготовлена глобально. Было выведено сначала 742, подавлены все основные боевые точки, военной борьбы, которые могли оказать сопротивление, и только потом уже сам основной захват был подготовлен. То есть они, в принципе, зашли в здание, которое уже было для них подготовлено. Особого профессионализма я не вижу здесь. Игорь Сенин. Оперативники сошлись по мнению, что российские спецподразделения на порядок профессиональные, поскольку имеют большой опыт, регулярно встречали реальную угрозу от террористов. Ой, бля, я даже читать даже не хочу, блядь. Кто круче, мы круче, заебали, нахуй. Дичь какая-то. Идем дальше. Ненавижу, блядь, вот это нахуй. Когда, блядь, говорят, блядь, мы круче, вы круче, нахуй. Или Калмаган, блядь, нахуй. Где ты круче сделал, блядь? Где, блядь? За 3 дня Киев не взяли, нахуй, блядь, ебанутые, блядь. Нет, главное, блядь, зашли, блядь, в Киев, нахуй, сука, блядь. По аэропорт приехали, и пизды получили, и убежали, нахуй. Они говорят, блядь, мы круче, блядь. Ну, пиздец. Пиздец, ебаные писари, блядь. Писать все крутые, нахуй. Неудачники русские. Да не говори, блядь, нахуй. Мудаки, блядь. Все они пишут, блядь, красиво и какую-то дичь, блядь. Потом, блядь, выходит. Газа стала местом массовых жертв среди палестинцев и тех, кто оказывает им поддержку. Анджелина Джоли. Вот время 2-9, блядь, заебали, никто не спит, блядь. Вот реально заебали. Шум такой, как, блядь, в сарае нахожусь, блядь. Внизу принципиально не сижу. Теперь эти пидоры и наверху оказались. Сука. Джоли резко осудила мировое сообщество за происходящее в Газе, раскрыв ужасающую реальность нарушив прав человека. Ну, понимаете, какие-то вот женщины говорят, там, в Дагестане говорят, все, вот говорят, никто ничего. Ничего не меняется. Ни в Газе, ни в Палестине, да хоть, блядь, на Луне ничего не меняется, понимаете? И не будет меняться. Не будет меняться, потому что вся умма молчит. Все мусульмане балаболят, но только, блядь, безрезультатно, блядь. Чтобы что-то случилось, надо что-то делать. То же самое, что мы вот балаболим, блядь, 3 года пиздим. Что-то поменялось, нахуй? В Башкортостане, на Татарстане что-нибудь поменялось? Ничего не поменялось. Вот то же самое и здесь. Пиздец. Вот, прикалываются. Если что, в России, оказывается, есть двойник Мадуро, блядь. Пиздец, нахуй. Лев Толстой, блядь, какой-то. Гребаный.
Ну, тут целая куча, конечно, его слушать про... На республиканском телеканале ТНВ журналист Ильшат Аминов выпустил репортаж о ситуации в Тюменской области. В городе Тобольске местная администрация планирует снести мечеть, построенную татарской общиной, что вызвало широкий общественный резонанс. Вот этого, блядь, нахуй, Ильшата Аминова я тоже не могу понять, блядь. Он же, блядь, манкот ебаный, блядь. О чем он, нахуй? Вот я его сколько следил за ним. Смысл, блядь. Смысл внутри что-то говорить, если вы нихуя не делаете, блядь. Результат ёб, блядь. Он так что-то смело говорит, блядь. Прям даже то, что не нужно даже говорить, блядь. А живет, блядь. Это как этот, блядь, выскочка Навальный, блядь. Навальный говорил тоже так же, блядь, в свое время. Ему все позволяли, говорил. Хуякс, блядь, потом куда-то слетал в Германию. Новичка, нахуй, в жопу, блядь, засадили ему, блядь, нахуй. И все, блядь. Стал сразу врагом, блядь. Понимаете, блядь? Деградация. У этот Аминов тоже, блядь, наверное, скоро нарвется, блядь, куда-то, блядь. Внутри пиздеть, блядь. Ну, это мы видели, я где-то увидел. Мой Настенька, мой доченька, моя матушка. Ну, Да. Мой Настенька. охуеть, блядь, нахуй. Индус, блядь, выцепил какую-то себе, блядь, нахуй бабу, блядь, с дочкой, блядь. И еще, блядь, мать ихнюю называет своим именем, блядь. Или матушкой говорит, да? Ебануться, нахуй, блядь. Я твою мать дивизию, нахуй. Пиздец, нахуй. Вот от них всяко, блядь, она сейчас залетит, блядь, родит, блядь, хуй поймешь кого, блядь. И получается там ебаный в рот, нахуй. Москва-стан, блядь, будет, блядь. Так. Так, сейчас. Что-нибудь интересное. Ой, блин. Башня. Башню почитаем сейчас. Что за дичь опять несут? Муфтий Чечни и джихад по приказу Кремля. Муфтий Чечни Салах Меджиев вновь объявляет вторжение в Украину джихадом. Ёба дались люди, блядь. Мы, редакция «Башни», заявляем, прямо это не о богословии, а ложь на религию Аллаха, продиктованная политическим приказом. Не Кораном, не Сунной, а волей Рамзана Кадырова. Те, кто открыто поддерживает эту войну, сегодня делятся на две категории: идиоты и приспособленницы. Идиоты в основном уже вернулись домой в гробах, остались приспособленницы. Те, кто все понимает, но молчит или оправдывает, чтобы сохранить должности влияния и безопасность. Остальные части российского населения по большому счету наплевать на войну, лишь бы их не трогали, самолеты летали вовремя и WhatsApp не отключали. Мы мусульмане, мы не сторона этого конфликта, и мы спрашиваем, откуда ты взял, что это джихад? Потому что так приказал Рамзан, потому что так удобно власти. В книгах фикха 4 мазхаба четко сказано, когда джихад становится фарс айн. Ни одно из этих условий здесь не выполнено. У тебя нет ни одного далиля из Корана и Сунны. Ты прекрасно знаешь, Рамзан Кадыров не является легитимным мусульманским правителем, а вассалом Кремля, точнее личным мокрушником Путина. Это все равно, что если бы муфтий в Израиле объявил убийство палестинцев священным долгом мусульман. Абсурд. То же самое и здесь. И ты это знаешь, но все равно лжешь на религию Аллаха, отправляя людей убивать и умирать без шариатского основания. За тобой длинный след преступлений.
Ты причастен и к убийствам многих мусульман, как бы вы их ни называли свино-ваххабитами, шайтанами. От этого их статус мусульман не меняется. Это меняется только в ваших извращенных фантазиях и методичках. Ты умрешь, как и мы все, и в могиле тебе будут задавать вопросы ангелам и Рамзан. И в судный день ты будешь отвечать Всевышнему, а не кремлевским кураторам, что ты скажешь, что тебя заставляли, что ты боялся, что так приказали, и это не оправдание перед Аллахом. Мы обращаемся к тебе и к тем, кто повторяет за тобой. Вы врете на религию, и мы считаем своим долгом это сказать вслух. Ну да, очень красиво написано, как говорится. Не как у меня с матом. Ну, я, как говорится, сюда бы еще, конечно, сугны пойтарим, но ради Аллаха давайте не будем уж искушать, как говорится, мои эти головные мозги. Так, только благодаря российскому ПВО этот мужчина смог перебраться из остальной автократии в развитую и демократическую страну. Ну да, вот этот, блин. Ну, видите, уже здесь тоже тот же намек говорят, блин. То, что перебрался в другую страну из своей страны. Ну вот это может и правда, блядь, на самом деле, да? Получается, этот Мадуро дура, блядь, не дура на самом деле, блядь, все-таки, блядь, а конкретный умный человек, блядь, просто, блядь, взял, продал всю эту канитель, нахуй, сделал, ну как это, блядь, как это, с Украины бежал, блядь, крысеныш, блядь, Янукович или кто там бежал, блядь, первый раз, нахуй, в этот, в Одинцово, нахуй, куда он там, блядь, где он там, блядь, сейчас приспособленец этот возле Путина, блядь. Потом, блядь, Асад, блядь, и так далее, и так далее. Вот да хуя и больше их, блядь. И вот этот, блядь, понял, что так можно. А что, так можно было, блядь? Да, так можно, оказывается, было, блядь. И все. Он тоже, блядь, ого, блядь, давай-ка я так сделаю, нахуй. Трамплин, наверное, ему реально навалял там, предложил вот столько бабла и остров тебе, нахуй, на халяву какой-нибудь там, блядь, в жопе мира, блядь. И пиздуйте. Все равно иртега, блядь, улясың, нахуй. Картлар бит инде, блядь, нахуй, не молодые, блядь, нахуй. И все, и пиздуй там, живи, и все, нахуй. А скажем, что ты в тюрьме. Я же всегда говорил даже об этом, блядь. Вот прикиньте, можете представить такую хуйню? Вот смотрите. Допустим, вот этот сейчас убил, который таджика 10-летнего, да, и 15-летний хуй этот, блядь. Вот мы его сейчас засудят, его все, его там поддержат, засудят, скажут, ну, посиди пока в этом, где-нибудь, где люди тебя будут видеть. Посиди там месяц-два, блядь, где-нибудь там в обезьяннике. Потом переведут тебя куда-то и скажут, блядь, все, он, блядь, на Сахалине, нахуй, блядь, где-то, нахуй. Бурлаки на Волге, блядь, где-то там в пизде, блядь. И все. Откуда мы знаем, что он там, блядь? Понимаете? Так же, блядь, он поедет туда, как будто бы, на пересылку, и все, проебался куда-то. И все, его куда-то в какое-то место заселят, скажут, все, молодец, живи спокойно, все, не высовывайся, блядь. И все. Откуда мы будем знать, нахуй, что этот 15-летний сопляк-убийца, нахуй, сидит, блядь? Мы откуда будем это знать? То же самое и здесь, блядь, нахуй. Особенно с такими бабосами, нахуй, так, грубо говоря, блядь, как у Мадуру, блядь. Столько бабло, нахуй, все есть, блядь. Страна есть, блядь. И нахуй ему, блядь, от такого предложения отказываться, от предложения трамплина, блядь. Принял, конечно, блядь. Так, вот так вот. Я сейчас узнала, что, оказывается, Иркутская область, площадь Иркутской области больше, чем вся Украина вместе взятая. И живет там, вот в Украине живет или жило 40 миллионов, да? Вот, а в Иркутской области 2 миллиона. То есть существует Иркутская область. Про Иркутскую область, это, которая пиздит в ТикТоке постоянно, вот эта женщина, видели, наверное? Вот она. Понятно. Иркутск, вот, кстати, давайте посмотрим. Иркутск, это, блядь, в тот день или сегодня тоже где-то я услышал, блядь, про Иркутск почему-то заговорили, блядь. Вроде в новостях сегодня один сравнивал с Иркутском, блядь, Венесуэлу. Вроде бы так было. Какой-то, блядь, землей он сравнивал и этот. Тут тяжело, блядь, увидеть Иркутск прям, блядь, где этот Иркутская область, блядь. Этот ебаный Иркутск. Найти тяжело, блядь, в телефоне.
Дайте-ка я, блядь, напишу, что ли, сейчас. Иркутск. Чтобы понять, блядь, где я нас быстрее найду-ка. Иркутская область. Ёпта. Ну да, она внизу Улан-Удэ, Иркутск. Ну как-то мы, а как мы так читаем? Мы вот так и ехали, блядь. Вот так и едешь, снизу едешь, блядь. Вроде бы, блядь, Новосибирск, Иркутск. Ну да, над Монголией, Иркутск, ёпта. Улан-Удэ. Дичь, короче, вот где-то она вот здесь. Над Монголией. И и тут, блядь, если я не ошибаюсь, блядь, вот это все Улан-Удэ в тот раз, я же говорил вам, да? Улан-Батор здесь, а там Улан-Удэ. Получается, это все это же монгольские земли, блядь. Если так подумать, блядь. По идее. Так. Понятно, это в ебенях, оно нас нахуй не касается. Пока. Давайте дальше. Понятно, короче. Так. Что это? Вот. Тут какое-то сравнение идет. Временное правительство 2.0. Что важнее для российского начальства: расселить аварийный дом в России или разбомбить жилой дом в Украине, отвечает депутат Госдумы Андрей Гурулев. Парламентарий сообщил, что федеральная программа расселения аварийного жилья включена в нацпроект «Инфраструктура для жизни» и курируется Минстроем Ирика Файзуллина. Фактически заморожена, так как деньги ушли на военные нужды. Федеральная программа с начала Москвы откровенно по аварийному жилью, она представлена, чтобы вы понимали, сейчас сказать, что завтра мы все в аварийное жилье поставим, было бы неправдой. Пока мы немножко не вздохнем после СВО, каких-то деньги не появятся, мы эту тему вообще не продавим. Я вам говорю, как есть на самом деле, сообщил он в видео с ответом на обращение подписчиков в телеграм-канале. За время войны накопленный объем аварийного жилья взлетел на 21%. И ранее Минфин планировал в 3 ближайшие годы направить на ликвидацию аварийного жилищного фонда свыше 160 миллиардов рублей. Однако итоговые цифры будут значительно ниже. И кто такой нахуй Ирик Файзуллин, блядь? Это куда относится? Вот так понапишут нахуй. И куда относится? Башкортостану это относится? Или что это нахуй? Дичь какая-то нахуй. Хуй, блядь, вот понапишут нахуй. Куда это относится, блядь? И думай, блядь, кто такие, откуда это взяли, блядь, вытащили. Пизду, блядь. Короче, можно одним словом тут что сказать, блядь. Тут какой нахуй, блядь, жилье, блядь. Какое жилье, блядь? Вы вон строили сами себе, блядь, какие-то бараки, блядь. Вот и строите сами себе какие-то бараки. Или если где-то напиздили денег, нахуй, строить себе какие-то хоромы. Вот и все. Строишь, блядь, или, блядь, какой-нибудь, блядь, сарай, блядь, из палок и говна, блядь. Или вообще на улице живешь, блядь, под мостом. Вон, я жил, блядь, на улице, блядь. Вот что-то в этом роде, блядь. И все. Кремль готовит масштабную вооруженную провокацию с массовыми человеческими жертвами для срыва мирных переговоров при посредничестве США, предупреждает служба внешней разведки Украины. По данным СВР, после фейковой атаки на резидент Путина, РФ переходит от информационной манипуляции к реальной силовой акции. Вероятно, срок накануне или во время Рождества по юлианскому календарю. Целью может стать Куба или другой символически значимый объект в РФ либо на оккупированной территории Украины. Для инсценировки украинского следа планируется использование обломков западных БПЛА, доставленных с линии фронта. Разведка подчеркивает теракты под чужим флагом. Привычный метод российской службы призывает медиа не тиражировать кремлевские фейки.
Ну да, кстати, вам тоже, это же, блядь, нахуй, Норд-Ост, блядь, или что там, блядь, блядь, что было, Норд-Ост было, или что бабахнули недавно, блядь, Крокус-Сити, блядь. Кстати, готовьтесь, узбеки, таджики, кыргызы, блядь, вот так играйте, камень, ножницы, бумага, хуй вам бам, блядь, вот так играйте, играйте из ваших троих наций, какая же нахуй вляпается в этот раз, блядь, так что побольше нахуй. Ходите по России, нахуй. Зарабатывайте деньги, блядь, нахуй. Подметайте улицы, нахуй. И вот из вашей, из троечки нации, блядь, эти д'Артаньяны, блядь, мушкетеры, ё-моё, блядь. 3 мушкетера, блядь. Из вашей 3 наций, блядь, какой-то опять придумают хуйню, блядь, и скажут, вот здесь уже ёбнули. В тот раз таджики были, в этот раз будут, наверное, так, давайте подумаем, узбеки или кыргызы. Давно что-то кыргызы не были. Давайте на кыргызов свалим, да? И вот свалит на кыргызов, скажут, блядь, вот они там, блядь, заебенили где-то, хуй знает, кыргызы, где они работают. Обычно они работают в ресторанах. В ресторанах была террористическая атака, блядь. Хотели отравить, нахуй, всех, блядь, гостей. Например, вот такая тема, нахуй, блядь. И все, пиздец. Повяжут, нахуй, ОМОН, блядь, захват, блядь, вся хуйня, блядь. Как обычно, блядь. Пиздец, тут книги можно писать, блядь, разные, блядь. Будет какой-то рязанский сахар, только 2:0, блядь, с кыргызами. Или там с узбеками или с таджиками. Хуй поймешь, блядь. Кого они, блядь, в этот раз за уши приведут. Так. Ну вот это вот вышло, блин. Очередной скандал от русских нациков. Башкир ехал в поезде и помолился. На ролике хорошо видно, что он никому не мешает, но для ксенофобов это все равно провокация. В комментариях, как всегда, поток ненависти и призывы депортировать, закрыть границы. Хоть это и башкир, для русских нациков он такой же чужак, которого нужно прогнать. Очередной скандал от русских нациков. Башкир ехал в поезде и помолился. На ролике хорошо видно, что он никому не мешает, но для ксенофобов это все равно провокация. В комментариях, как всегда, поток ненависти и призывы депортировать. Блядь. Это давно, конечно, ну, опять это мусолят, это значит, откуда опять вылезло, блядь, видео. Наверное, не докидали это видео, блядь, до конца, блядь. Ну да, назвали башкиры обезьяной, ну охуеть, блядь. Кто-нибудь узнал этого пацана, нет? Что-то я его не знаю. Так. Тут новостей до хрена. О, ну у Липсиса очень долго, конечно. Липсис что-то сказал. Россия двигается к распаду по пути СССР. Игорь Липсис. Ну, там 5,5 минуты. До хрена слушать. А где родители дома? А что случилось? В смысле, что случилось? Где родители? Ну, а в чем ты? А как ты за рулем едешь? Мелкий, блядь. В чем претензии, говорит, блядь. Мой папа, он мне разрешил. А? Мой папа, он мне разрешил. За рулем поездить разрешил? Если за рулем я засадил. Как это? Я спокойно езжу. А у тебя есть права? Я приеду. Ну, так ты понимаешь, что это? Зови папу. Зачем? В смысле зачем? Я сейчас полицию вызову. Зови папу. Вот, видите, вот я не знаю даже, вот даже тут, блядь, зачем это снимать и грузить? И немного отвлечемся. В Ярославе женщина остановила машину, за рулем которой гонял 10-летний ребенок. А в чем претензии? Искренне не думал пацан. Теперь его родителям грозит солидный штраф. Вот, вот этот
пидоризм узкого мира в том, что они, блядь, нахуй, вот стукануть нахуй, блядь, вот стукануть конкретно даже вот на этого ребенка нахуя, да, стукануть, на видео снять, туда-сюда. Что ты хочешь этим доказать, блядь? Что ты стукачка, мразь, блядь? Что ты хочешь, блядь, доебалась до ребенка? Ну пусть катается нахуй. Пусть катается, и что с этого, блядь? Ты можешь сказать, блядь, я спасла ему жизнь, блядь. Да ты не можешь спасти жизнь, блядь. Аллах Та'алян сколько ему дал, столько дал, блядь. А не от того, что он там за рулем или что-то с ним случилось, блядь, или что-то в этом роде. А именно нужно на видео снять. Мы его должны увидеть, вот здесь обсудить об этом, блядь. Этот пиздеж вот этот ебучий, блядь. И это что означает? Вот такие темы, я считаю, Башкортостана, Татарстанда нельзя делать вообще. Я считаю, что личные вот эти пространства не должны выкладывать. Вот конкретно вот этот момент здесь, вот на самом деле, вот здесь это хорошо. Здесь людей снимать нельзя. Вот за то, что ты снял человека, тебе наоборот штраф. Потому что без его ведома ты снимаешь. Без его ведома. Вот я сейчас сзади меня люди сидят, я их буду снимать. Они на меня могут прямо подать заявление, там сказать, вот он нас снимал. Даже просто сфоткал я. Все, менты придут, меня за жопу возьмут, грубо говоря, блядь. Просто так нахуй. И навешивают штрафа, блядь. И скажут, какого хуя вы снимали там, туда-сюда, блядь, статья нахуй. И все, дичь вот эта тема. А здесь, блядь, в этой ебучей пидорасии она снимает, блядь, закидывает сюда и пизда. Конечно, блядь, родителям будет пизда, блядь. Мразь ебучая вот этой, если она увидит когда-нибудь, блядь, этой ебучки, блядь, сказать, какого хуя ты выкладываешь, блядь, вот такие темы, блядь, я не могу понять, блядь. И это сплошь и рядом, блядь, это же не первый раз такая хуйня, блядь. Там подрались, сняли, тут подрались, помните, блядь? Я же вам рассказывал, блядь. Там шапалах, тут шапалах, блядь, нахуй, все снимают на видео, блядь, я хуею, блядь. Кому-то кто-то пришел, снимают. Кстати, один хуйню я видел на днях. Ой, блядь, рассказывать или нет, я не знаю, короче. Какие-то, блядь, в Инстаграм какой-то попал, блядь. В Инстаграме, короче, такая тема, короче, как это, блядь. Блядь. Сейчас прочитаю, блядь, забыл, сука. Кстати, Инстаграм надо пройти, блядь. В Инстаграме пиздец новостей до хрена. Сейчас вспомню. Это просто название вот этой херни надо мне вспомнить. Вига, что ли? Виго. Сейчас, Вига, хренига, блядь. Сейчас, дичь. Сейчас. Блядь, сука, блядь. Дерьма, блядь. Блин, где это нахуй? Блядь, у него стерто. Сейчас. Дайте-ка посмотрю еще. Блядь, у него что ли удалено? Короче, реально, блядь. Короче, удалено, блядь, прикиньте, уже удалили. Короче, в Ютубе я увидел в Инстаграме увидел такую группу. Если у кого есть Инстаграм, можете посмотреть. Охренело просто. Там, короче, идут какие-то конкретные вот такие эфиры. И кто-то эти эфиры, блядь, куда-то записывает. Записывает, и из этих эфиров получается хрень какая-то. И вот он все это выкладывает. И еще добавляет еще туда всякие видосики, откуда-то спизженные видосики. Непонятные. Личные видосики. И там, короче, вот
в одном месте, как раз-таки, опять-таки, так же показное, короче. Пришли, короче, к какому-то мужику в Ростове, блядь. Это происходит там, в Дагестане. В Дагестане происходит. Дают, короче, шапалак пару раз, блядь. Он падает. Потом еще что-то, короче, полностью его унижает за что-то, блядь, непонятно за что. Что-то он сказал, наверное. Пришли к нему на разборки, короче. Я вспомнил, блядь, я подумал. Это то же самое, что к татарину поехали в Казань, блядь, трое. И это все тоже снимали на видео. Зачем снимать на видео? Это что дает, блядь? И там самое интересное. Ему пишут, зачем ты грузишь это все? Он говорит, ну, чтобы все знали, что я гружу, говорит, все, чтобы знали. И получается, этот дагестанец разоблачает своих же дагестанцев. Я в ахуе просто, блядь. Я вот, блядь, не спал одну ночь, блядь. В тот день я эфир делал, вот тогда я зашел, в 5 часов делали, да, и еще я пару часов не спал, блядь. Я угорал, блядь, там, что смотреть, блядь, я охреневал. Это писец, блядь, подумал я внутри, блядь. Мне плохо стало, блядь. Это происходит все в Дагестане. Понимаете смысл? Вот такая хрень, блядь. Поэтому, исходя от этого, я понял, что мир сошел с ума, блядь. Реально сошел с ума в таком понимании, что испорченность, блядь, и незнание ислама так проникло во все щели этой ебучей пидорасии, блядь, нахуй. Тут по-другому нельзя назвать, блядь. Регион не могу сказать. Во все пидорасии, что все это пизда. Это пиздец, я подумал, блядь. Увидев эти видосики, вот просто мне надо зайти к ним, блядь. Я отправлял, а оно, оказывается, все удалилось, блядь. Оно не отправляется, получается. Наверное, хозяин этого канала сделал так, чтобы оно не отправлялось людям. Когда отправляешь, оно сгорает, короче. Вот так сделано. Ты только можешь видеть. Дичь конкретная, блядь. Блядь, я же отправлял. Постойте. Может, там сохранилось. Я же к себе, блядь, отправлял. В группу даже себе, в группу отправил. Я охренеть. Сейчас найду. Я охренел, блядь. Так, сейчас найду. Если здесь не удалилось, конечно. Это дичь, короче. Сейчас я найду. Если тут не исчезла она тоже. Просто у меня аж херово стало. Во. Биго звезда называется. Нашел, блядь. Нашел. Вот им не показывает, а у меня показывает. Охренел просто. Охренел. Я здесь показывать не буду это, потому что там пипец дичь. Это дичь конкретно. В телеге можете посмотреть. Да. Ну, вот этот можно показать. Вот как его, короче, унижали, получается. Вот этого мужика унижали. Взрослый вроде мужик. Говорит, 47 или 49 лет ему. Пришли молодые пацаны. Ему дали шапалак. Где-то в Ростове. И потом, говорит, я был виноват туда-сюда. И на втором видосике он говорит, я виноват был. И это просто дно. Это дно, я думаю, блядь. И самое интересное, тот чувак, говорит, ему пишут, блин, зачем ты выкладываешь, позоришь, типа, наших. Он говорит, ну, что, блядь, не делали, что ли, он по-разному постоянно там отмазывается. Ну, чтоб, типа, видели все, чтоб не делали, тырым-пырым, короче. Вот такая херня, блядь. Я после этого, блядь, если уж в Дагестане пиздец пришел, блядь. Блядь, нахуй, Башкортостан, Татарстанга вообще. Караул надо кричать, блядь. То, что имансызлык хлам, блядь. Так что вот так, вы поняли, да? Кому интересно, можете зайти и сами посмотреть. Биг звезда называется, 2025. Не знаю, вот, оказывается, Бигу какой-то чат знакомства, что ли, есть, блядь. Вот вся дичь оттуда.
Это реальная дичь там. Чем вот этих трупов всяких смотреть, зетников, блядь. Лучше вот это посмотрите, вы в ахуе будете от того, что я увидел. И оно там и интересное есть, приколы какие-то дебильные, блядь. Но в то же время эти приколы, ну, это сказать, говорит о том, что народ деградировал. Деградация людей. Жесткая деградация людей. Это то же самое, что, если вы помните, какая-то одна башкирка на голове водку таскала. Водка на голове танцует и встречает, короче, кого-то там, блядь. Вот из этой категории, короче. Там то же самое, блядь. Дичь. Вот такая же дичь, блядь. Ну это пиздец. Это дичь конкретная, нахуй. Вот так вот. Позор, блядь, нахуй. Ну, позор позором, блин. У нас... самое интересное, знаете, что? Здесь, видите, как, блин, получается, да? Манкурты, да, ведь оказывается даже не то, что там ислам, они даже вообще нихуя не знают, оказывается, блядь. У них адапа вообще нет у манкуртов, блядь. Я вот это понял, блядь. Я просто охуел, блядь. Вот эти манкурты, они уже просто закончили свою, так сказать, жизнь в том понимании, что они реально обрусели. Они уже обрусели и прошли даже планку русификации, вот этой, блядь, планку прошли, и уже как бы даже возле них обычные русские даже лучше, блядь, себя будут вести, чем эти, блядь. Понимаете, какое, блядь, дно, нахуй? Ебануться, блядь, нахуй. Они превзойти хотели своих хозяев и превзошли на самом деле, блядь. Это манкурты высшего пилотажа, блядь. Даже, блядь, тут нахуй даже не манкурты даже, можно назвать их, а шайтаны. Потому что вас делал шайтаны им, блядь, всем. Шайтаны, васвасаляры. И они вот пошли по пути шайтана. И как бы у них получилось охуенно. Они прям все отличники, блядь, этого дела, блядь. Просто пиздец, блядь, подумал я. Ну, в Телеграме можете посмотреть у меня, крайняк, если не хотите искать в этом, в другом месте. Так. Давайте я чуть-чуть почитаю комментарии, пока есть люди. 6 человек, все спать, наверное, ушли или на работу ушли. Короче, время 3 у меня почти. 3 человека в ТикТоке и 6 в Ютубе. Крокус Сити Холл, фокус Крокус Сити, да. От исторической Монголии Россия забрала Бурятию, а Китай внутренней Монголии и Ордос. Ага, понятно. Монгольские народы, калмыки, буряты, халха и другие. Земля бурятов отобрана Иркутская область. На СВО могут отправить его, там такие нужны. Виктор Янукович. Точно. Искушение, они собрались в толпу. На словах Лев Толстой, а на деле баклажан простой. Лохопеды. Так, ага. Ну да, вот эти все дичь я удалил сразу, блядь, ушли, блядь, эти. Март, мол, да, Швейцкий уже готовится бежать в Россию. Да вообще пес, он уже намылился. $30 миллионов человек населения, Венесуэла, 10 миллионов сбежало из страны за время режима Николаса Мадуро, да. Это я читал, через 3 часа я вот такого еще не слышал. Так мы и так в самый великий, Россия уйдет только когда вас добьем. Угу. Кого вас? Россия должна уйти с нашей территории.
Когда мы с Россией исчезнете, наркоши-мусульмане. Ёба дался Игорь, блядь. Так там с этого трэша 140 миллионов тащилось, типа мы самые великие, а все остальные страны нам завидуют. М. Угораю с вам. Всегда, особенно со стада, оно такое смелое. Ты тоже мусульманин балабол, Игорь. Так, понятно с тобой. Жириновский был заводила, который очевидные вещи говорил, типа того, после ночи наступит день, или если ты проголодаешься, поешь и будешь сытым. Точно, блядь. Наталья пишет, Жириновский был не ясновидящий, а просто очень умный человек и про... Чё? Прогиатик. Проклятик? Прогиатик? Может, проклятый был? Ну да, проклятый Жириновский. Умный, блядь. В чем его ум, нахуй, блядь? В этом мире выживает только сильнейший, как говорят на казахском языке. По закону того времени США надо было осесть на земле 3 года, и земля твоя. И неважно, ты силой отобрал и на пустое место пришел. Это когда незнакомка, это когда на руке сидишь и после не несешь душ гуся. Все правильно говоришь. Наши враги не Запад, наши враги это наши президенты, министры, депутаты. Да вся хуйня вот эта. Индейцев убивали, чтобы потом отмечать День Благодарения и благодарить бедных индейцев за то, что разрешили им пожить на их земле. А, а узкожопые вот сейчас убивают украинцев. Вы что там хотите там? Какой день отмечать потом будете? Вот это интересный вопрос. Что они будут отмечать, интересно, блядь? Я хуею, блядь. Вопрос перед сном. На живца или незнакомку? Сегодня вы приходите и забираете, а завтра приходят другие и забирают у вас. Про что? Правда не в том, где вы и сейчас, а боретесь за религию ислам. Там, смотрите, а сейчас вы под властью феодалов. Ну да, сейчас они все рабы, сейчас доход от этого не поступает людям. Куандыкский коридор. А как вы думаете, вы в Башкорту сможете вернуть себе Куандык? Хотелось бы вернуть. Пластилин в Дагестане это стрёмно. Латвия мед. Латвия мед от 24 баллов по шкале удачи. Индонезия развит исламский банкинг, ВАКФ, и в Турецкой республике джамааты, компании, заводы, фабрик создают. Малайзия, Бруней. Народ их всех повесит. Так. Архипов мне пишет, я тебя запомню, будешь по минным полям за водой бегать. Охуеть. С знаком мефедрон. Что за мефедрон? Так.
Валейкум ассалам. Рахматуллах. Часы Алматы. Что там, о чем разговор, если что, зашел? Да, о независимости. Роман пишет, кизяком выражайтесь на то, что звон пустой, это точно никто не соберется. Роман Муром. Кизяком вооружаться-то мы не будем, к вам уже индусы приехали. Вот они любят кизяком, блядь, кидаться нахуй и воевать. Говно на друг друга кидать вам в тот день, блядь. Видос я увидел, блядь. Охуели, блядь. То, что я увидел, блядь. Так что вот вся Москва кишит нахуй за этими индусами. Скоро, блядь, вся Москва будет в говне. Так что, как говорится, у нас вы под ногтями даже говно не найдете. Не то, что, блядь, кидаться. Морально. Кому-то ты расскажешь, всем пофиг. Это чудо реально бред несет. Ну да, вначале вон сидели бредовые какие-то. Думаю, что тут накидали, блядь. Короче, понятно, здесь все пишут эти узкожопые. Будь того, блядь, столько накатали, блядь. Здравствуй. Что ты думаешь о блокировке Роскомнадзора? Помидор ковар. А что думаешь о блокировке, блядь? Ну, блокируют вас, потому что, блядь, нехуй, блядь, в интернете сидеть вам. Вот и все. Вот поэтому вас блокируют. Чтобы, блядь, нахуй вы ничего не знали, жили как долбоебы, блядь. Так и так, как долбоебы вы себя ведете, блядь. Идете на войну, блядь, в Украину. А еще вдобавок еще и интернет у вас нахуй, и то все, блядь, и вот тебе нахуй. Локдаун, блядь. Ебаный в рот. Вы сидели, блядь, пару лет в этом коронавирусе, блядь, дома нахуй, дрочили, блядь. А сейчас придумали еще сильнее, блядь. Хуяк с интернета не будет. Охуеть, блядь, охуеть. Вчера же только читал вроде, блядь, в Чувашии, блядь, интернета нету, блядь. И там, блядь, ихний пидор, блядь, отмазывается, типа, этот, опасно. Туда-сюда, блядь. Так, Ренат Шангареев. Ничего себе, пресса. Звонил тебе несколько раз, похоже, номер поменял. Но сейчас заметил, что ты стал много материться через слово мат, говоришь, контролируй себя. Понятно. Куда скидывать деньги на лечение? От нас еще требуется. И проверять, у тебя их один хрен нет, ни евро и ни долларов. Так. Ты если не шаришь, не говоря акции золота. Так. Смотришь UFC. Такой умный экономист и речь повлечена. Если в моей стране кроме доллара нет ничего. Зачем мне курс доллара, если в моей стране кроме доллара нет ничего? Но если у тебя только курс доллара, блядь, в твоей стране, блядь, хуль ты вообще в моем канале сидишь? Иди съебись нахуй свою, блядь, нахуй. Долларовую страну, блядь. Ну, у тебя фантазия. Вот здесь я говорил, да, привет из Нефтекамска. Я тоже не огорчен этими, что... Так, понятно.
Ну, это было что? Окей, кто-то подписался, благодарю. Красавчик, благодарю, товарищ. Товарищ майор. А ты думаешь, будет лучше, если Башкортостан станет независимым? Конечно, будет лучше. Главное, Москвы не будет, понимаете? Здесь лучше оно будет или лучше уже как бы не узкожопым решать, понимаете? Вот, вот как можно, блядь, нахуй говорить такой вопрос, блядь, башкиртам и татарам, когда они, блядь, нахуй, как говорится, не могут распоряжаться своим имуществом, как хотят. Разговаривать, блядь, свои школы иметь, блядь. Я вот даже вам, блядь, на русском говорю, потому что ты, пидорас, не знаешь ни башкирского, ни татарского языка, блядь. Поэтому приходится мне говорить, блядь, на русском. А то мог бы, блядь, допустим, был бы весь Башкортостан и Татарстан на зубок знающий свой язык, плюс добавок, блядь, мы не были бы, допустим, рабами, нахуй, Москвы, то мы разговаривали на своем, наверное, блядь. И я бы не вел бы, наверное, этот эфир, блядь. Жил бы у себя там, блядь. И все. И не было бы никаких, блядь, претензий. Поражает, блядь, над такими людьми порой иногда. Ну, конечно, комментарий хуй знает, когда написано, но, по крайней мере, я ответил. Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Интернационал. Конечно, так нас казахи сидят, и если уйдем от РФ. Пиздец, нахуй, блядь, заебали. Вы поражать над такими людьми, блядь. Серик говорит, привет, привет. Берегите себя, друзья. Просто интересно, ты в Башкирии сейчас? Да, в погребе сижу в Башкирии, блядь. А теперь политу. Шакал враг своего народа. Кутагм. А твой народ кто? Они собрались, дурак, думкой помогайте ей. Татарин предатель. Алишер Хазраткулов. Алмаз пишет. А что в ночь выходишь в эфир, а не днем? Днем, потому что времени нету. Сюда случайно попал ржу, Акен конь. Адекватный татарин, в отличие от тебя. Поистине вы будете стремиться к власти, но она обернется для вас сожалением в день воскресения. Вот я не знаю, блядь, как хуй его знает. Вот на русском пишете, да, ведь, блядь? На русском же есть, наверное, слова, да, ведь? Которые дают какой-то, блядь, в писанине, блядь, текста, блядь, хотя бы пишите, кому вы пишете. Вы между собой общаетесь или что? Я вот читаю, я понять не могу, в чей адрес его брать, блядь. Мне писали, кому писали вы? Все странные такие интересные мысли люди пишут. Как можно же, блядь, указывать, кому вы пишете, блядь? Вот одного только один день только увидел, что автору, там, автор это тебе, там, кто-то написал, там,
Ну, или там даже не, можно и не писать это, можно же, блядь, в этом предложении указывать, кому это блядь, адресуется, сука, блядь. Эй, я охуею. Расскажи, где выход к морям у Башкортостана и Башкирии. Где ты море увидел? А ну это другие мои какие-то эфиры смотрите, я там объяснял. Я уже 1000 раз объяснял об этом. Это новенькие вы, наверное. Сейчас приход накроет и дальше прогонит. Это реально дурак. Две республики находятся в центре России. Это ты долбоеб. Две республики, говорит, находятся в России, блядь. И вы ёба дались нахуй. России нету, блядь, нахуй. Ты если попадаешь в мой эфир, блядь, ты свою Россию оставь нахуй. Где-нибудь в Москве, блядь. Потом заходи в мой эфир нахуй. Разуйся, блядь. Сядь нахуй. И слушай, блядь. А так, блядь, нахуй. Ты, конечно, блядь, у тебя, блядь, мысли нахуй. И там Россия, и тут Россия, нахуй. И в Америке у них Россия. Везде Россия у них, блядь. Ебанутые, сука. Сидят вот так залетные, нахуй, эти туристы ебаные, блядь. На рынке мы их так назвали, блядь. Туристы сраные. Залетные. Не клиенты, а туристы, блядь. Роман, больных все больше и больше. Ну да, я вижу уж ебанутых дохуя. Ну да, короче, тут дичь какой-то, этот узкожопый понакатали, нахуй дичь какую-то хуйню, блядь. В Казахстане люди исчезают в последнее время с тех пор, как безвизовый режим с Китаем ввели. Нихуя себе. Тулер Оливейра. Фестиваль говна. Горе-хабба. Вот, фестиваль говна, я видео увидел, бля, охуел, блядь, как они, бля, вот там, это, нахуй, бля, на друг друга, блядь, у них радость, пиздец, нахуй, вот это индусы, я подумал. Иногда тут тоже встречаю, иногда они здесь как бы себя вроде нормально ведут, ну, пиздец, наверное, у них жрать нельзя им, блядь, заходить, блядь, к ним вообще категорически нельзя, наверное, попадать к ним. В этот, на жрачку, так сказать, блядь. В их ресторан, блядь. Это суицидник только может, наверное, пойти пожрать, блядь. В этот. Сейчас я... Телефон садится у меня просто. Все, идемте дальше. Мы еще с вами. Вот сейчас зайду. Уже в 3 время, блядь. Сколько я уже сижу с вами? 2,5. Ну, еще чуть-чуть посидим и зайдем уже. Потом. Да сейчас зайдем, двигайся. Да. Пойдем отбиваться. Так. Я не знаю, свой телеграм я читал, не читал. Вот интересно мне почитать свой телеграм мне, блядь. Я что-то сюда закидывал, не закидывал. Ну я вот это говорил же, да, вот себе закидывал, оказывается, это было. Xitoydan uydan 13,5 tonna oltin chiqqan sobiq amaldor olimga hukm qilindi. Xitoyda Guanchjou shahrining sobiq meri Chan Sjiga nisbatan yirik. Xullas, короче, оказывается, Гуанчой. Хитой, Гуанчой, блядь, вот золото нашли, блядь. Ну, явно непростой человек, значит, был, блядь. Я это даже не читал, просто я увидел эту хуйню, блядь. Понял, что, блядь, что-то там. Ну вот, 3,5 тонны, блядь, нахрен. Откуда он его нахуй заебенил туда, блядь? Мэр города Гуанчой. Пиздец, люди воруют.
Вот это я высказал сегодня. Ну уж врубать не буду. Кино немцы, блядь. В Узбекистане, блядь, засняли. Вот опять-таки вот. Вот я не знаю, блядь, ссор из избы, блядь, заснимать. Я же говорю, блядь, что за привычка сейчас стала? Все снимают нахуй, выкладывают. Я заебала, блядь, я охуею, блядь, нахуй. Ну тогда выкладывайте, как вы там, блядь, ебетесь нахуй. Тоже выкладывайте, каждый день выкладывайте. Вот сегодня я 10 палок кинул, вчера 5 было, блядь, почему-то. Сегодня 3 кинул, блядь. Выкладывайте тогда все видосы нахуй. И все, видосы выкладывайте. И вот тут кратко расскажу, короче. У них какая-то ссора произошла, блядь. Невестка выкладывает видео, блядь, нахуй. И тут, получается, в этом видео, блядь, женщина, свекровь плюет, короче, на плов. Меня вообще убило это, блядь. А муж сидит там, лошара, блядь, и на все это смотрит, блядь. Хуйня какая-то, нахуй, блядь. Я не знаю, блядь. Я считаю, в нормальной семье, и мама по струнке ходит. И жена вообще пиздец там, блядь. Ниже воды, ниже травы, блядь, нахуй, по струнке ходит. И мать по струнке ходит, блядь. У нормального сына везде все ровно должно быть. Что-то не так налево-направо. Ну, от узбеков я это не ожидал. Если налево-направо что-то не так, то, блядь, нахуй, обоих нужно, блядь, нахуй, на место посадить, понимаете? Обоих. Это не означает, что твоя мать, допустим, тебя родила, она там миллионнократно выше твоей жены, блядь. Это не означает этого, блядь. Это вообще, это неправильное сравнение. И вот это я высказал пару слов сегодня, загрузил я. Здесь тоже хочу высказать насчет этого. Почему? Потому что пусть это услышит побольше людей, как бы, да, дать понять. Вот смотрите, когда мы говорим, что в Узбекистане вот жена слушает мужа, ну, вот так мы привыкли, блядь. Вот так, да, вот мы привыкли так. И мы это говорим по исламу. Мы сразу как бы к нему находим отмазку ислам, блин. Ислам об этом не говорит. Ислам нам об этом вообще не говорит, чтобы вот так ты должен делать, блядь. Плевать в плов и так диктовать, короче, и унижать. Он так не говорит нам. Это уже излишки, которые твои, это на свои дела ты хочешь сунуть, блин, и оправдываться через ислам. И потом, я дохуя с детства знаю, как и живут в Азии люди. Вот всегда мы сравниваем вот эти турецкие фильмы, едут татарки, башкирки в Турцию, потом хуякс забрюхатанные нахуй, выебанные возвращаются домой, блядь. Вот это из этой категории же. Но только далеко бег надо, это вот в Азии у нас. Начиная с Казахстана, заканчивая Афганистана. Там женщина никто. Это мы с детства знаем. Никто. Исходя от этого, из-за того, что я из метисской семьи, да ведь, мы знаем, что такое чистые люди, чистокровные узбеки, чистокровные таджики, чистокровные кыргызы, чистокровные казахи и так далее. Если в семье в ихней нету метисов, все, пиши пропало нахуй. Пизда нахуй твоей дочке, пизда твоему сыну нахуй. Это гарантированно, блядь, нахуй. И со мной спорить не надо нахуй. Я это знаю с детства, блядь. Вот мне 40 лет, это я знаю, блядь. Поэтому я понял эту хуйню в детстве и никогда не стремился взять что-то такое, которое мне не подходит. Не подходит, блядь. И я поэтому рядом не подхожу к ним. Рядом не подхожу и не беру то, что мне не подходит. И вот когда люди берут то, что думают, что им оно подходит, берут и получается вот это дерьмо. Понимаете смысл какой? Если ты не можешь обуздать свою жену в правильном порядке, и в то же время, чтобы твоя мама не быковала на твою жену, это тоже в твоей же юрисдикции, блядь, как мужика, то ты чмо. Вот ты просто можешь на лоб вот сюда написать «ты чмо». Men chmoman deb yozib qo'ysang bo'laveradi. O'zbek bo'lsang, допустим. Qirg'iz, tojik, у всех у вас.
такая дичь. Вот у всех, блядь. У казахов чуть как-то посовременнее, мне кажется, уже пошло дела, посовременнее, но у них тоже, может, в аулах такая же хуйня. Неизвестно. В аулах такая же хуйня. Поэтому, исходя от этого, вот этот менталитетные и перемешку исламские ваши действия нахуй никому не нужны уже. Вы в старом своем обличии живете, блядь. Мы живем в 21 веке, блядь. Ты не можешь, блядь, командовать над чужой дочкой, блядь. Ты кто нахуй, блядь, чтобы командовать над чужой дочкой? И вот это меня вообще ошеломляет, нахуй. Допустим, забрал кого-то, какую-то дочь ты, да, замуж, блядь. Если у нее там отец нормальный, он тебе пизды даст, если вдруг вот такая хуйня происходит, как вот здесь вот, дичь какая-то вот. Тебе лично придет пизды дает, тебе за то, что ты пидор, блядь. Пизды дает, мать нахуй посылает, твою мать нахуй посылает. Берет дочь свою и все, забирает нахуй. С кем нахуй таких, блядь, этих женихов, блядь, и так далее, блядь. Понимаете смысл какой? Поэтому, исходя от этого, нужно уже отбросить свое, блядь, вот это дикое состояние, нахуй, и начинать жить нормально. И это не означает, чтобы ты, как говорится, тут и не видно, что они намаз читают. В этой семейке точно ислама нету. Исходя от этого, мы понимаем, что здесь ислам даже рядом не стоял. И нужно понимать, что каждому узбеку нужно посмотреть уже, блядь, назад. Вот так и прожили твои родители, бабушка, дедушка, это все вот прожили, все. Ты должен начать жить нормально. Тебе, которое дано от Аллаха женщина, тебе она дана просто, не просто, блядь. Ты должен ее как-то беречь, не унижать, блядь, не плевать в еду. Ты же даже не ей плюешь, ты напрямую плюешь на плов, на еду плюешь. Да, точнее, вот этого пацана мать плюет. Ну ладно, мать шиза, блядь, ёба далась, наверное. Хуй с ним, блядь, скажем. А ты-то чё, блядь, ёпта? Ты это смотришь, и, допустим, да, вот этот хуй сидит там, блядь, и смотрит, блядь. Да, типа, ты плохая, поддакивает маме, блядь. После этого кто ты, нахуй? Хотын каляч мысан? Хотын каляч говорили, когда, блядь, ты бабник или там баба, подкаблучник, блядь. Хотын каляч. Вот ты хотын каляч, ты. Вот этот хуй на видео, это хотан каляч. А таких да хуя, блядь, из 37 миллионов, блядь, узбеков, блядь, там хуево туча вот таких, блядь, хуесосов, блядь, которые, блядь, думают, что, блядь, нахуй, вот я, блядь, невъебенный сын, блядь. Да ты нахуй чмо, блядь. Чмо, который, блядь, жену, блядь, как рабыню держит, мать, нахуй, боится, блядь. Нормальный человек, ни отца, ни мать не боится, а берет правильное воспитание. Если у тебя правильное воспитание, и они дали тебе правильное воспитание, у вас не будет вот этого плевания на плов, блядь. Я в ахуе, блядь. Мне 40 лет, блядь, альхамдулилля, никто, блядь, на еду никогда не плевал, блядь. Это ёбадались люди вообще, блядь. Плевать на еду. Что вы, в Индии живете, что ли? В Индии, что ли? Вон, в Индии, да, блядь. Там вчера только показывал. Ходит в трусах, наливает. Тебе подливку. Пердит там, блядь, в супе, блядь. Охуею, блядь. Ну вы же не такие, блядь, ёпта. Это, ну, хуй знает, блядь. Позор, блядь. Так сказать. 1-0, блядь. В минус, как говорится, узбекам, блядь. 1-0, блядь. Вы пока проигрыши. Чтобы надо перекатить, плюс прийти, надо менять свое вот это положение. Меняться надо. Вот это не дело, блядь. Это пиздец, нахуй. Позорище, блядь. Но я загрузил себе в Телеграм. Потому что я это обсудить должен. Если я это не... Допустим, смотрите. Принцип честности в чем заключается? Если ты честный, ты во всем должен признавать и свои косяки. Я узбек, признаю свои косяки. Вот, получается, мои земляки-узбеки переборщили тут. И поэтому я считаю, что и мать надо наказать здесь, по Махалинскому комитету, и сына. Сыну пизды дать вообще.
Сыну можно пизды дать, не сдохнет, как говорится. Мужиком, может, станет потом. А женщину развести. Вот по махале комитету развести их нахуй сразу. Не надо жалеть. Дети, ой, то, сё. Не надо. Не надо. Я уже 3 раза вляпывался нахуй. Я знаю, что такое развестись, что такое отпустить и так далее. Хуй забить. Не можете жить нахуй. Разводитесь нахуй. Нехуй сидеть, слюны пускать нахуй пузырями, блядь, нахуй. Поэтому, как говорится, раз ошибся, два ошибся, три, и ты уже начинаешь думать, блядь, уже головой, блядь. Вот это дичь. Для меня это конкретная дичь, позорище, блядь. Конкретное позорище, блядь. Поэтому вот это и называется в семье не без урода, блядь, нахуй. Так что такое тоже бывает, нахуй. Ой, блядь. Противно аж, блядь, стало, когда на еду плюнули. Теперь я про него расскажу теперь. Вот этот мой Адаш знакомый. Ну, как знакомый? Через знакомый, можно так сказать. Московский татарин. Жалко вот таких людей. Вроде правильный, все чики-пики. Но я ему никогда вопрос не задавал насчет независимости Татарстана и так далее, и так далее. Если я ему задам, наверное, мы с ним поссоримся. Человек мусульманин, татарин и так далее. А рядом, который, знаете, наверное, Шевченко. Вот если я этому Рустаму задам вопрос, наверное, мы поссоримся. Поэтому не задаю вопроса. И таких, наверное, у вас знакомых хуево туча. Вот посмотрите вот на него. Он тоже ваш знакомый, наверное, какой-то. Исходя от этого, почему я загрузил? Потому что у меня еще есть братан один. Ну, как братан. Младше меня он. Может, на год-два, не знаю. Урал зовут. Урал. Прям. Башкортостандан имя. Ну, 1 год, помните, я вам рассказывал, что, грубо говоря, я его потерял. Ну, как потерял? Ну, человек, блядь, ушел на СВО, блядь, я так понял, блядь. Он мне последний видосик отправлял, что он на СВО там тренируется, короче, стреляет по мишеням туда-сюда, короче. Ушел на войну. Сидит в кирзачах, в военной форме и так далее. Ну, вот это тоже из этой ситуации. Но только этот не пошел никуда. Теперь вопрос, почему эту тему я прям принципиально туда загрузил. Он на встрече с политологом Максим Леонардовичем, вот этим Шевченко. Как вы знаете, Шевченко постоянно говорит и на разных каких-то платформах тоже вылазит, говорит там. Но он внутри. И Рустик тоже внутри. Все внутри. И то, что они говорят, это означает, что они внутри. Они не наши. А таких не наших, так сказать, знаменитостей, да хуя и больше. И когда вы думаете, что внутри, вот, особенно башкортам и татарам говорю, вы думаете, вы идете за ними, и они на правильном пути? Нет, вы ошибаетесь. Они нихуя не на правильном пути, они конкретно в положении манкуртства. Хоть он 1000 раз пусть мусульманин будет, но он манкурт. Когда мы поднимем голову, когда мы захотим зайти туда, вот они против нас выйдут. Если вот этот его иман, который сейчас он в Мекке, вот в данный момент он сейчас оказывается в Мекке. Вчера писал там, что-то там загружал, кому дуа сделать туда-сюда, короче. Вот. Он на Умру, наверное, поехал, я не знаю. Короче. В итоге, если он мусульманин, он как бы тот момент, когда мы идем, может успеть переодеться.
ну, так сказать, переобуться. Не знаю. Поэтому такого у нас сплошь и рядом. Башкортостанда, да, Татарстанда, да. Как это будет происходить, я не знаю просто, блядь. Если такие вот, так сказать, с авторитетом люди не присоединены, то что мы хотим, блядь, добиться, что от обычного простого народа? Понимаете смысл? Потому что э, тут стоит суть такая, блядь, сейчас в нашей жизни, блядь. Только авторитеты какие-то могут под себя подвести каких-то людей. Они только могут, как говорится, за собой завлечь людей. Допустим, вот он в своем блоге где-нибудь напишет, допустим, скажет, вот я, Дуслар, зову вас сюда, сюда, сюда. Допустим, за независимость Татарстана или Башкортостана. Блядь, скажут, окей, мы тоже с тобой. Примерно вот так, понимаете? А, допустим, как за нами, допустим, у нас, допустим, Руслан Габасов. Руслан Габасов. Никто не подпишется. Подпишется там 0,01%. А за ним подпишется минимум 10% сразу. Смысл, понимаете, какой? Поэтому, исходя от этого, мы теряем, я понимаю, что мы теряем чисто только время. Вот время убийством занимаемся. Время убийства, которое не дает нам какой-то, знаете, такой активной политической какой-то темы, что мы, все, вот мы на пути, блядь. Почему, еще раз напомнить хочу это, почему так? Потому что мы, блядь, нахрен, не имеем своего авторитета в какой-то среде. А чтобы у нас был какой-то авторитет, опять я на свою, блядь, балалайку спущусь, свою, блядь, как так сказать, свои вопли скажу, что у нас нету какой-то организации общей именно, организации, которая бы могла к себе приглашать людей, помогать им, привлекать. Допустим, мы можем помогать всем подряд, допустим, если была бы такая организация, и в то же время им предлагать. Вот, а вы в курсе, что наша организация занимается там, на пути независимости Башкортостана или Татарстана совместно, да? Я же общую предлагаю, да, там. Пусть в этой организации будет и Ичкерия, и Дагестан, все пусть будут. Всем это касается. И вот в этот момент у нас, может, пошло бы какой-то поток людей. А у нас что? У нас нет такого. Допустим, возьмем Лига свободных наций. Он говорит, присоединяйтесь к нам, мы тем каком-то пути. А в каком пути ты? Кто ты? Нас там нету. Понимаете смысл какой? Там Куштау Байрам или кто это ведет? Хуй знает Куштау Байрам, кто это ведет. Я даже в глаза его не знаю, блядь. Понимаете? Да хуя всяких каналов открывали, блядь. Мы их в глаза не знаем, блядь. Нахуй нам нужны, блядь, если мы в глаза не знаем, блядь. Вот так вот, понимаете? И от этого у нас ничего и не получается. А чтобы у нас глаза знали, нужна организация. Пока нету этой организации, у нас ничего не будет, блядь, и людей не будет. А организация, вы скажете, у Кашапова же была? Я вам скажу. Кашапов долбоеб. Вот ошық, блядь, мен сізге айтам, Кашапов долбоеб уже. Старый маразматик. Уже все, уже крышасы кеткен, сыйықланған уже. Как у нас говорят, кикәйе, блядь, сыйықланған оны, блядь. Крышасы кеткен он уже, все, уже бітті. Он же сам тоже говорил, блядь, я там сидел, тут сидел, у меня уже все с головой не так уж, говорит. Так что вот так вот. Поэтому, исходя от этого, мы не должны надеяться на них. У нас должна быть своя какая-то организация, которая будет именно диктовать о независимости вот этих наших республик.
Не вот эти, блин, в разброс, а общая единая организация. А миллионы они, к сожалению, это авторитеты и лидеры мнений. У вас лидеров и людей утонченных не хватает, говорите, которые в обществе вес имеют. Вот я и говорю, вот я и говорю, все они такие черти, блядь, которые непонятно что-то хотят, но в то же время у них даже нет людей, блядь. Если уж на то пошло, у них тоже нет людей. Поэтому я и говорю, она должна быть такая организация, где будут приниматься все, которые хотят. Вот, допустим, да, допустим, вот в Украине как? В Украине идет война. Почему в украинских войсках мы слышали, наблюдали разные национальности? Там тоже есть и африканцы, есть кого только нету. Ичкерийцы, кого только нету, да, там все есть. Почему? Потому что у них сплошная вот эта агитация по спасению Украины. А у нас что? У нас нечего спасать. Потому что у нас девиз не спасать, а у нас девиз уничтожить Москву. Но нам легче найти было бы, если бы мы это афишировали бы. Афишировали бы именно через организацию. А организацию, я думаю, она как работает. Если была бы, допустим, организация, какая-то там объединенная организация всех народов, допустим, России, допустим, да, мы принимаем людей, которые против Москвы. Уже как бы конкретно, понимаете, не балаболить там, а просто уже конкретно туда принимаются люди, которые готовы идти на Москву. Тут вопрос, а как? А как идти на Москву, блядь, они скажут, блядь, вот я готов, я уже готов, все, меня хоть завтра забирайте, блядь. У них оружия нету, ёпта. Оружия нету, блядь, подготовительных каких-то, блядь, лагерей нету, жилья нету, обеспечения нету, блядь. Ничего нету, все, пиздец. Хуже ИГИЛа даже, блядь. Даже ИГИЛ, блядь, лучше нас, блядь. У них оружие уже есть у ИГИЛа, и лагеря есть, блядь. А у нас что есть, блядь? Куда там дает, блядь? Думаете, вот почему, так сказать, вот этот Шаара, блядь, как его звали, забыл. Вот этот Шаара, как он быстро все это сделал, захват сделал. Потому что у него было оружие, у него была поддержка, у него было все. Вот поэтому он сделал это все. Красиво сделал. А бездә бер нәрсә юк. Бездә юк. Җир булмаганнан килгән, кайдан син нima кылырга уйлыйсың, блин? Поэтому у нас тупик. Притом, Шаара был вначале в ИГИЛе, быстренько переметнулся, понял фишку там, что-то не то, блядь, собрал свое. Понимаете? А у нас даже переметнуться некуда, блядь. Потому что мы нигде еще, блядь. Поэтому я считаю, что пока мы организацию не сделаем, вот порой даже вот эти слова Иршад Хаби, который в Нью-Йорке сидит, говорил, я какую-то партию открою. Ну, допустим, демократическую партию. Допустим. Какую-то хрень открою. Вот в этом-то и есть фишка, значит. Потому что по Узбекистану во время Каримова, я знаю тоже, как-то Иркенлик партия, что ли. Вот какая-то партия была у тех, которые хотели Каримова снести. Иркенлик партия, ну это партия свободы, да? Вот это, не ошибаюсь, какой-то еще партия, ну как-то примерно я вспоминаю это название. И у них поддержка шла пиздец, нахуй, блядь.
человек, который претендовал на пост президента вместо Каримова, человек очень авторитетный, влиятельный и при бабках был. И все у них шло четко. Добавок еще дополнительная та организация, которая вливалась в эту организацию, она тоже всякие, блядь, гонорары получила от жены Обамы. Обама еще тогда был. Помощь от Обамы жены получила она. Живет во Франции. И все, у них было все чики-пики схвачено. На каких высотах, видите, какая высота? Понимаете? Жена Обамы. А у нас что, блядь? Хутак моя работа, блядь, бернес ают, блядь. И вы после этого хотите, блядь, тут захватить мир? Я думаю, мир невозможно таким образом, блядь, какой там смыть, блядь. Мир, я говорю, Москву, блядь. Вы хотите таким образом Москву захватить? Да у нас никуда не получится никогда, блядь. Поэтому мы должны понимать, что если мы хотим что-то сделать, значит, нам нужно сперва здесь создать организацию, которая будет ликвидна везде. Нашу ликвидность нужно показать им, блядь. Кто мы, сука? Кто мы, сборище долбоебов каких-то? Сидим там, выскочки долбаные. Я вообще вот в тюряге сижу, блядь. И чё с этого, блядь? Толка нет, блядь. Понимаете? Поэтому, исходя от этого, мы должны понимать, что вот эти вот действия, которые Габасова, Айсина, Кутаева, все это ноль. Чисто вот как как они себя называют, политолог. Вот политологи. Вот вы видели же политолог, какой-то там русский политолог, такой-то говорят. Такой-то политолог, такой-то вот. Вот, допустим, Фейгин. Фейгин, допустим, да? Он же вообще никто. Он кто он, блядь? Фейгин, кто он? Никто, блядь. Даже он никто, собирал в Нью-Йорке аудиторию узкожопых. Аудитория узкожопых, которые против Москвы. А у нас кто что собирает? Лига свободных наций какую-то дичь собирает, потом туда-сюда и все. В год один раз, блядь. Все, дичь полная, блядь. Поэтому, если у нас есть, блядь, концепция какая-то, блядь, значит, ее нужно, блядь, сказать, блядь, европейцам. Мы, говорит, не можем достучаться. Вот, типа, Кашапов. Да-да, идут какие-то переговоры с кем-то. С турками. Пф, блядь, смешные, блядь, люди, пиздец, нахуй. Блядь. А сам сидит в Англии, блядь. Ну, если ты сидишь в Англии, значит, у тебя переговор должен быть с англичанами, блядь, а не с турками, блядь. Пиздуй тогда в Турции сиди. Хуй ты в Англии ты сидишь, блядь. А айсины где сидят, непонятно. Вот так, как-то так. Поэтому я и искал, блядь, пути. Я даже Кашапову говорил, как выйти на французских властей, на французских властей. Я даже выкидывал вам такие, ну, ньюсти, так сказать, блядь, новости, блядь, в эфирах своих. В прошлых годах говорил я об этом. Вот, где сидишь, и оттуда надо его вытаскивать. Почему-то у узбеков поддержка от Франции и от жены Обамы было, а у нас нет. Мы до такой степени лохи, блядь. Прикиньте, у нас нет поддержки даже ни с одной страны, блядь. Даже с вашей любимой Турцией, блядь, нахуй. Понимаете? Нет поддержки. Это не поддержка. Поддержка — это когда ты сидишь с ним, кушаешь плов и разговариваешь о делах. Вот это поддержка. Почему-то у этой женщины, узбечки, есть даже фотография с женой Обамы. Вась-Васились они там. А у нас нету. Получается, значит, вот думайте теперь, когда говорят чурки, блядь. Узбеки даже превзошли вас всех, живя вообще далеко от вашей ебучей пидорасии, блядь.
подумайте об этом. Ну, так, на стороне, когда без меня, так сказать. Вот как-то так. Поэтому, исходя от этого, если бы там было бы у этих, которые говорили, были связи, у них был бы еще вооруженный народ, то они бы точно снесли бы Каримова, когда он живой был. Легко снесли бы, блядь. Но, как Айсен говорит, не было политической воли. Политическая воля нужна. Ну, вот это можно использовать его трактовку, блядь, здесь, политическая воля. У нас и политическая воля есть, блядь. Все есть. Но у нас нет вот этих связей, блядь. Прикиньте, блядь. Почему? Потому что все ждут, блядь, распада России, блядь. Никто вам на блюдце не принесут. Казахи же сказали тогда, блядь, на блюдце вам никто нахуй не принесет, блядь. Казахи мне уже, грубо говоря, 3 года об этом долбят. Особенно в ТикТоке мне говорили об этом. На блюдце нихуя никто вам не принесет. Берите оружие и пиздуйте воевать. Все. Вот такие были мне комментарии всегда. Я вот могу это смело сказать, это от казахов. Поэтому, исходя от этого, это понятное дело. Поэтому у нас и тупик от всего этого, блядь. Даже если вот сейчас вышел сосед мой, это иранец. Если даже и в Иране восстание началось, блядь. Просто восстание, которое, блядь, переросло на какую-то хуйню там уже. Опасную, так сказать, с правительством. А безда. Блядь. Сука, блядь. 1 000 000 людей сдохло, блядь, в пидорасии. 1 000 000, блядь. Никто еще не сказал, нахуя они сдохли, блядь. Кто-нибудь из вас когда-нибудь там просто встанет, нет, блядь, в этой пидорасии и скажет, блядь, нахуя мы похоронили детей? Кто будет отвечать за это? Даже мы там не нужны на ваше это восстание. Это ваши проблемы. Ваши люди умерли. Почему вы за них не можете встать против Москвы? Мы вот в стороне будем смотреть, как вы будете развлекаться. Поддержим, если вы вот таким походом пойдете на Москву. Нихуя только вы этого не сделаете. Поэтому хотя бы начните с нами что-то делать. Если мы с вами будем, ну, мутить эту тему, с нами хотя бы начните делать, и мы, как говорится, наверное, подсобим, да? Подсобим и вместе уже как бы подготовленно это зайдем и порешаем, так сказать, путинасоса своего места, блядь. Как Мадуро, конечно, за 37 минут мы его убирать не сможем. Ну, за 3 дня точно мы его заебеним, блядь. Из Башкортостана. Как тронемся. Вот как-то так, блядь. Мне просто обидно, что люди, которые вот сейчас остаются без своих детей, без мужчин, семьи, да, когда вот мы произойдет, иншаллах, у нас свобода, все придет, когда вы поймете только тогда, нахуя ваши дети умерли. Молодые дети, зачем умерли ваши? Вот этот момент вы сами себе не простите. Не то, что нам, мы не при делах ходим. Вы сами себе не будете прощать это, блядь. Сейчас прочитаем. Вот, например, у уйгуров и у дунганов, китайцев, мусульман есть уже свои вооруженные силы за рубежом. О, вот, видите, комментарии пишут. У тибетцев есть своя армия на территории Индии. Захватить мир как Пинки и Брейн, поддержка нужна. Вот я и говорю, блин. Вот, у людей на самом деле, насчет уйгуров. Уйгуры здесь хуйней не страдают. Вот здесь уйгуры, грубо говоря, почти везде. Все захватили. У них жилка, как у китайцев.
они все-таки, блядь, научились у китайцев захватывать мир без силы. И вот здесь я понял, в этой стране, куда ни сунься, китайцы мне говорят, ёб твою. Потом начинаю разговаривать, уйгуры. И я с ним на узбекском, он на своем, и добавляет турецкие слова. И мы вот друг друга поняли. На днях я общался с одним. Еще один есть знакомый, я эфир вел, помните? Эфир вел с уйгуром. Он вообще пиздец, страдалец нахуй. Он тоже оттуда, короче. Его деда убили, помните, рассказывал туда-сюда вот. В итоге, короче говоря, уйгуры тут засели, пиздец, охуительно засели, блядь. Охуительно засели. Вот как, допустим, казахи, узбеки куда-нибудь поедут, засядут, вот так. Вот так засели. Уйгуры тоже так же. Они только поддерживают своих. Вот в ихнюю тему я хотел влиться, но более не хотят брать. Вот как-то такие они. Это надо как-то давить через того уйгура на них, и можно как-то потом устроиться на работу. К ним на работу, блядь. Прикиньте, блядь. Пиздец, да? Пиздец. Так. Вот это я не читал вроде бы. В Фейсбуке я откопал его. Вот, в 2025 году Россия оккупировала 43,36 квадратных километров, что составляет 0,72% от всей площади Украины. Такую статистику приводит проект Deep State, близкий к украинскому оборонному ведомству. Согласно расчетам аналитиков, в период с 1 января 2023 года по январь 2026 года общая площадь захваченной территории увеличилась на 74,63 квадратных километров, 1,28% территории страны. По сравнению с предыдущими годами, 2025 год был действительно сложным для сил обороны Украины, отметили аналитики проекта. Проект опубликовал статистику по оккупации по областям. Днепропетровская 0,6%, Сумская 1,0%, Харьковская 4,7%, Херсонская 72%, Запорожская 74,8%, Донецкая 78,1%, Луганская 99,6%. Также без изменений считается оккупированным на 100% Крым. Всего оккупировано 165 квадратных километров украинской земли, 25% от всей территории, констатировал Deep State. В рамках мирного плана Украина предлагает вывод российских войск из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей, а в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях признание де-факто линии соприкосновения на момент соглашения, рассказал ранее президент Украины ВЗ. Вот. Короче говоря, 20% Украины все пиздой накрылось, блядь. Вы сами понимаете, блядь. Если узкожопые забрали, хуй они отдадут, блядь. Это надо, я не знаю, блядь. Сука, солнце не оттуда должно выйти, блядь. Чтобы они отдали, блядь. Я не знаю, что-то произойти должно, чтобы они отдали его. Поэтому произойти только может одно, блядь. Пока вы не ебнете, блядь, каким-нибудь хуешником, нахуй, по Москве, блядь, вы ничего не отберете у них, блядь. Вот и все, блядь. Вот так же и Крым, блядь. Поэтому, как где-то на днях услышал, типа, кто это сказал, блядь? Эрдоган, что ли, сказал, блядь? Типа, Крым это Крым, Украина это Украина, Крым это Крым. Какую-то дичь, нахуй, сморозил он на днях, блядь. Ну и чё, блядь? Сморозил, блядь. Блядь, есть что-нибудь, нет? Есть что-нибудь интересное тут, нет? Даже вон кто-то придумал какой-то видосик, намек уже, да, намек какой-то видосик, то, что там в 1571 году, оказывается, хан Гирей, Девлет Гирей, вот этот Девлет Гирей, короче, поход на Москву устроил, короче, ебанул москвичей, блядь, в 71 году, после захвата 52 года Казани. Ну, что там произошло, блядь? Что-то я вижу, блядь, мы такие до сих пор рабы, нахуй. Ничего путного не произошло, наверное. И мне кажется, если эта история вообще правдивая,
Они же как бы грузин, как через ИИ делают какие-то видосики, начали делать для народа. В Инстаграме какая-то группа. И вот, извиняюсь. Если это правда, допустим, да, ведь он сделает поход туда-сюда, короче, но, когда я читал вам в Алдар Батыре же как раз-таки там говорится, что Алдар Батыр на Кишляры, короче, съездили из Крыма, получается, съездили в этот долбанный, в эту Турцию, короче, и они сказали, а мы вот, блядь, с русским царем, блядь, вась-вась, нахуй, поэтому мы не можем вам помочь. И я подозреваю, в 71 году то же самое произошло. Они поехали, съебнули нахуй по Москве, все взяли, успокоили их, привязали, чтобы они дань платили туда-сюда. Но тут, блядь, опять, наверное, напорол, блядь, всю эту хуйню, блядь, опять Турция, наверное, обосралась где-то там по пути. Потому что если они сходили в 71-м, почему, какого хуя, блядь, мы до сих пор рабы, блядь, с 1571 года, до сих пор мы рабы тогда. Через, грубо говоря, 21 год после падения Казани, блядь. Какая-то дичь происходит, блядь, нахуй. Понимаете? Поэтому этот или какой-то мечтатель это сделал, этот видосик, блядь. Ну, я не знаю, хотите, покажу. Ну, я уже загрузил, вы видели, наверное, 1000 раз его. И исходя от этого, я понимаю, что где это видео? Ну, вот Бахчисарай, вот туда-сюда, вот это видео я загружал вам. Вот. Типа они говорят, там надо бомбануть по Москве, вот они сходили, бомбанули по Москве, и чё, блядь? Результат-то, блядь, дичь какая-то произошла, блядь. Шуларға туғандар, нам только на себя надо надеяться. Только на себя. И смотря на вот на этот видосик, просто я там одну только вещь уловил. На татарском они говорят, реально на крымском каком-то непонятном крымско-татарском, наверное, они говорят. Но явно не на казанском, не башкирском, татарском говорят они. Подавно не на башкирском говорят они там. И улавливаешь звуки турецкого языка. Вот в этом, в их разговоре. И исходя от этого я понимаю, что все-таки те татары, те крымские татары, ну, не знаю, как они могли бы быть этими ханами в Казани, если в Казани другой татарский. У них другой татарский. Вот это я не могу никак вдолбить себя нахуй. И от этого, блядь, языки вообще разные. Командование тоже непонятное. В итоге проигрыш. Блядь, результата нету нахуй. Вообще просто тут тупо нету, блядь. И выходит один вывод. Почему нету? Потому что все-таки, блядь, вот это внутреннее, блядь, нахуй, разделяя и властвуй, все-таки тоже работает, блядь. Потому что я даже понимаю, что языковый барьер другой, уже это означает своего рода, блядь, что ты не наш татарин, блядь. Вот никак не наш татарин, блядь. Вот конкретно, потому что в Башкортостане, в Татарстане, когда говорим мы на татарском, мы друг друга пиздец понимаем. Но если туда влезет крымский татарин, ебануться нахуй, блядь. Как будто бы турк приехал, блядь. Понимаете смысл, как получается? Вот такая хрень получается. После этого явно в те времена тоже, значит, было вот такие какие-то втерки внутри. Втерки точно были. Почему? Потому что каждый жил на своей земле. Каждый жил на своей земле. И когда у них происходили эти терки, они не помогали друг другу. Вот как Турция не помогла Алдар-Батыру, не помогла Алдар-Батыр, как башкирт пришел, но он пришел из земель Уфимской дороги, это означает не только из Башкортостана он приперся, а из Казани.
Если вы помните, в той, так сказать, сказке, не сказке, да, в этом рассказе, кстати, его надо найти где-то у меня, блин, в PDF формате, надо его найти мне. Читать надо один день. Забыл уже, надо начать, где я остановился, надо читать его. И вот там как раз-таки он сидит в Казани с этим узкожопами, огрызается, блядь. Хуйней маются, узкожопые меняют того, меняют этого. И он вот туда-сюда мозга ебет им. И потом в один момент он идет спрашивать помощь, блядь, да? И вот вам нахуй ответ. Шунаргай там битинда, блядь. Вот в моих мыслях все равно складывается что надежды даже в то время они думали, как бы найдут, не могли найти. Наши прадеды, получается, не смогли найти надежду помощи, блядь, в чужой стране. Подавно, блядь, чужим языком, блядь. Хоть и все орут тюрки, блядь. Поэтому у нас только складывается один только конкретный помощь башкортларга, а подавно татарларга, которые там с Урала. Это только казахи. Только казахи могут нас поддержать. Другого тут варианта нету. Ниже узбеки, кыргызы, таджики, вот это вот. Никакой нахуй вот это сторону Турции и так далее, вот этого вообще не должно быть никакого вот этого, блядь, так сказать, просмотра. Потому что, блядь, далеко. Плюс желание. Если даже далеко, если подумать, да, и сейчас сравнивать Трампа, Трамп даже если захочет, блядь, Японии помогает. Захочет, блядь, он Тайваню помогает, блядь, чтобы Китай не забрал его. Было бы желание, понимаете? Интерес. В данный момент интерес нужен. А туркам интерес какой? Никакой нахуй, блядь. Никакой интерес, блядь. Че они нахуй с Татарстана и Башкортостана доить будут? Нефть, что ли, будут брать? Нахуй им и нужна нефть, блядь. Что они будут брать? Вот такая хуйня, блядь. А дружба, земляки, дружба, блядь, это вы забудьте. Это нахуй. Это все дичь. Кишиге окша керек. Окша керек и все, больше нихуя. Так что это... Есть казах из Китая, правозащитник Серикджан Белешула. Он доказательства, фото, видео, свидетельства геноцида Китая против мусульманского народа в Синьцзяне. Именно он добился санкций против Китая. Угу. На ютубе канал у него есть Атаюр Казах. Human Rights. Дайте звук. Народ у меня уже как бы спит тут. Больше не могу орать. Они называют себя Крымла, а не другой народ. Азербайджанцев тоже обзывали бакинскими татарами. Китайцев, северных кочевников тоже обзывали татарами. И вот это я тоже, я говорю, блядь, это вся хрень. Не. Я же говорю, вот прикиньте, вот живя вот, допустим, в Башкортостане, у меня даже училка была чувашкой. У меня чувашка-училка, она на зубок знает и башкорт тілін, и татар тілін. Исходя от этого, нам даже ближе получается вот эти какие-то непонятные языки, которых мы не понимаем, и они нас не понимают. Ближе наши соседи. Наши соседи чуваши, марийцы, если надо, удмурты, лучше будут знать наш язык, чем вот эти, которые понаехали, так сказать, неизвестно откуда. Понимаете смысл? Хоть ты там 1000 раз, блядь, нахуй, в десна целуйся с ними, они другие, как бы, и язык у них уже искажен. Другой у них, блядь, язык, блядь. И по данной этот Ататюрк, блядь, сменил этот ебучий их язык, который похож был на наш. Они же сами это признают, блядь. Сменили. У нас, говорит, было уральский, они говорят Уралом его. Вот здесь вот
турки говорят, это Урал. Вот у них был уралский какой-то язык раньше. Вот они вот так говорят. Мне вот лично так мне они говорили. Но потом, блядь, вот этот хуй Ататюрк, блядь, сменил им язык, блядь, и пизда пошла, блядь, по кочкам. Поэтому и получилась вот эта дичь, что они, блядь, говорят, мы что-то понимаем по окончаниям, по каким-то, да? Ну, я-то примерно и понимаю. Но вот новые слова, которых пиздец в голову, я вообще не знаю даже эти слова, блядь, невозможно понять. А нас они вообще не хотят понимать, блядь. Может, они и понимают нас, но не хотят понимать, блядь. Вот такая херня, короче. Бля, ну вот эту Скобееву я не стал закидывать. Ну, в 2010 году, в 2010 году Скобеева пиздела. Смотрите, какая крыска, блядь. Молодая была, блядь. Стройная, оказывается. А сейчас что там? Бабок, да? Скобеева ебучая. Это, блядь, скоба. Что она пиздела? Вот просто, блядь, вспомнить хочу. Тут больно не написано, блядь. О чем она говорила там. Не удалили его, блядь? Не выходит, зараза. Терялась. Уже нету, блядь, этого видоса, что ли. В стране, где бензин дешевле воды и стоит в переводе на наши деньги в среднем 12 копеек за литр, экономят на всем, но в первую очередь на электричестве. В отпуск на пасхальную неделю отправлена вся 27-миллионная Венесуэла, но сегодня здесь нет никаких запретов. Госслужащих вернули на работу, и по особому распоряжению президента жители Каракаса могут смотреть телевизор даже после 7 вечера. На всех каналах прямая трансляция. Хуго Чавес встречается с Путиным. Радость полная, что телек смотрят. Собственно, это и есть главный итог продолжительной и крайне изнурительной для этих гвардейцев репетиции. Слегка фальшивят, но все-таки поют на русском российский гимн. Но Чавес, судя по всему, очень доволен. Своего друга Путина он удивил. Чавесу Путин сегодня уже передал чек на 600 миллионов. Эту я рожу вспомнил потом. Отреагировал молниеносно. И, видимо, в благодарность Путин теперь почетный гражданин Каракаса, обладатель точной копии шпаги Симона Боливара и ордена Освободителя. Когда во дворец Мирафлорес приехал Эво Моралес, президенту Боливии Хуго Чавес сказал, что день сегодня прошел как нельзя хорошо. Вот такая вот дичь. В стране, где... Этот хуй, который, блядь, сколько, 15 лет, 16 лет назад, блядь, какие-то, блядь, ну, грубо говоря, блядь, десна целовались, блядь. Когда сейчас нужно было помогать, его нету, нахуй. Непонятно, блядь. Самое главное, меня убивает, блядь, эти пидорасы сами себя смотрят, то, что они говорили, блядь. Или у них как бы как работа это, блядь. Вот тот момент, вот допустим, да, даже такое предъява даже наш адрес может быть, блядь, запросто. Вот вы же говорили вот так, а потом, блядь, 10 лет пройдет, а мы будем по-другому говорить. Допустим, да? Блядь, как это будет выглядеть, да? Удивительно. Вот так и будет выглядеть, наверное, блядь. Я хуею просто. Что, блядь, дичь Скобеева, блядь, пропиздошила, блядь, то, что Чавес, блядь, хороший, блядь, после Чавеса почему-то, блядь, появился этот Мадуро, блядь. Хуйня какая-то, блядь, там. Когда точно до конца не знаешь, что, как они менялись, блядь. Не знаю даже, что сказать. Ну, по крайней мере, блядь, вот эта смена, получается, президента получилась очень так внезапно у них. Так. Сейчас прочитаем. Китайцы северных кочевников тоже обзывали татарами.
казахское ханство когда-то отправило послов в османский халифат, чтобы им дали пушки, ружья, но они отказали помогать. И я же еще такую фигню вспоминал, рассказывал еще. Я же когда первый раз сюда заехал, когда после мобилизации, я же в Бельгии был, и там очень много с чеченцами я встретился. И вот чеченцы мне рассказали такую тему. Они ныкались в Турции долгое время. Потом уже поняли, что там уже все, деньги поджимают, короче, плюс они как бы любят на широкую ногу жить. И они потихоньку начали двигаться сюда, чтобы подаваться на убежище. И в этот момент они сказали, что многие сказали, не только один, поняли, что они прям, многие там пытались и турецкий выучить, там пару слов турецкой они говорили, там пытались. Эти пацаны, мужики сказали, короче, в Турции их не любят. Вот прям конкретно сказали. Они сказали, что турки не были как бы добродушными, блядь, какими-то этими. Короче говоря, итог такой, что у них там нету каких-то поблажек. Вообще. Если кто-то скажет, что есть, нет. Вот реальные люди, а то, что там у кого-то есть, это у тех, у кого деньги есть, понятно. А у этих вот обычных людей, смертных, так сказать, как и мы, там нет поблажек. Система работает так. Охшан бар, сен киши, охшан юк, иди нахуй. Вот типа того, блядь. Вот и все. Исходя от этого, что получается, если даже там, как бы, да, ведь малый народ чеченцев там игнорит, грубо говоря. Когда говорят, что вот там я слышал в Кони есть у нас один знакомый, короче, тоже какой-то непонятный братан один из Кони. Вот он рассказывал, типа, говорит, есть аулы, говорит, есть чеченский аул, татарский аул есть, узбекский аул есть, казахский аул есть, аул, вот так по аулам, короче. Понятно, есть, окей. Но они кто по идентичности? Они все пиздят только на турецком. Они свой язык кто-то помнит, вот старые, которые остались, а те другие не помнят. Это как и черкесы. Черкесы там в Сирии, черкесы там, черкесы тут. У них вряд ли язык остался. У них как бы уже, хоть и деревня там, у них уже идентичность микс. Как мне вот, допустим, курды, что они мне говорят? Курды, которые в Турции, они говорят «Мин-туркма». Они говорят «Мин-турк». Они никогда не скажут, что я курд. Но когда я копну поглубже, я же люблю копать. Кто ты? Начинаешь копать. Он говорит, да, я курд. Потому что, когда он общается с кем-то, со своими близкими, он не общается на турецком. Он с тобой там или с кем-то будет турецком общаться, прям на зубок знает. А там уже как будто бы другой язык идет. Как будто бы язык фарси, как будто фарси, армянский, вот такой двойной язык в одном флаконе, короче. Там пиздец, юба дашься, какой язык он, блядь. Вот такой, блядь, язык. И в итоге получается, вот эти, если он курд, то он может понять и армян. Вот я так понимал, блядь. Потому что армян с курдом мог найти общий язык. Они могли общаться. Я в ахуе был, говорит, как так, блядь. Примерно, говорит, языки одинаковые говорили. Дичь какая-то, блядь. Поэтому, как бы, вот эта вся вот непонятная ситуация,
каша вот этих национальных движений, и я думаю, блядь, так сказать, блядь, мы должны, наверное, на своей земле жить, блядь, все-таки, блядь. Вот это перемещение, блядь, это пиздец, нахуй. Ни к чему хорошему не приводит, блядь. Получается, блядь, ты разжижаешь, блядь, свою нацию, так сказать, перемешивая, блядь, хуй поймешь где, и получается дичь какая-то, блядь, в конце, блядь. Потом ищешь, блядь, что за татары? Татары были. Как в нашли же какие-то. Мы татары, блядь, видели, наверное, прикол. В Афганистане, ебанутые люди. Пиздец, татарский не знают. Говорят, мы татары, блядь. В рот ебись, мы татары, говорят, нахуй. Татарский, блядь, не А, не Б, блядь, не кукареку, блядь. Нет, мы, говорят, татары, блядь. Ну, вот такая хуйня, блядь, понимаете? Я такое, до такого не доходит. Наверное, язык, потому что все-таки спасает в Узбекистане. Когда в Узбекистане мы, говорят, татары, тоже не знают татарского. Но из-за того, что узбекский есть, они чуть-чуть пытаются оставить свой язык. Ну, вот мои времена. Сейчас уже вообще 0, наверное. 0, пиздец, нахуй. Я же еще рассказывал, даже в Азии, когда вот татары говорят на татарском, у них тоже самый пиздец акцент, блядь. Акцент, хуй поймешь, чей акцент непонятный. У них татарский не как татарский, короче. У них акцент как будто как русский. Как по-русски, блядь, акцент по-русски у них. Не по-узбекски, а по-русски акцент. У них татарский. Такие долбоебские. Получается. Привет. Ассимилируются они все в Турции. Вот я и говорю, да, они... Притом, в Турции это как Европа, там принцип такой. Приехал, учи наш язык. Это мы только, блядь, в расслабоне держим. В Казахстане, в Узбекистане, в Кыргызстане, везде. Говорите на русском, блядь. Вот это косяк. Этот косяк нужно будет в Башкортостане, Татарстане сразу нахуй пресечь. Сразу уничтожить этот косяк. Не должно быть такого, что говорите на русском 30 лет, как Габасов говорит. Ничего не должно быть вот этого. Потому что вот здесь даже, да, вот сейчас мне надо нидерландский учить. Нахуй мне сдался, да, по идее, блядь. Все мне пытаются на нидерландском говорить. А я им говорю, блядь, говори хоть на английском, блядь. Но мне и нидерландский, блядь, лучше, чем, блядь, конечно, чем французский. И как бы он, понятный какой-то он, блядь. Для меня лучше нидерландский, оказывается, чем французский. Потому что для меня он легче. Почему? Потому что я знаю норвежский и немецкий. И английский, да? И вот он, блядь, с этими, блядь, ебаный язык называю я его, блядь. Между этими 3 языками сделанный какой-то свой язык, блядь. И получается, все те слова вот этих норвежском, немецком и в английском встречаются в нидерландском, блядь. Просто как будто бы, как тут пример можно взять, как будто бы тут узбекский татарин говорит, такой акцент получается просто на нидерландском. Куриный акцент, так сказать, блядь, и пиздец. И ты пытаешься уловить, блядь, что сказал. Вот так, короче. И получается, можно понять. Но французский, пиздец, нихуя нельзя понять. Потому что у него нету эквивалента с чем его сравнивать. Ничем нельзя сравнить французский. Парле Франции. Вот это из Парле Франции. Что это такое? Хуй знает. Так, в 20 веке в Турции было много ассирийцев. А сейчас их нету. Вопрос, куда они делись? Ассирийцы. Я слышал, что это такое, но они кто такие ассирийцы? Если не трудно для меня и аудитории, ассирийцы кто такие? В Афганистане есть казахи, которые забыли казахский язык и внимание говорят на узбекском языке. Альхамдулилля, хоть на узбекском говорят.
Ну там-то вот эти татары-то вообще пиздец на фарси говорили. Ну, это видео распространилось везде, видели, наверное. Блять, я их вижу. Ладно, язык даже. А фейс-то фейс, ё-моё. Я же с афганцами, Вась-Вась, грубо говоря, блядь, везде я их встречаю здесь. Везде, блядь. Я же их и знаю, как они выглядят, то все. Ну, явно не татар. По видухе, блядь. Даже на меня говорят постоянно, что я не татар, а какой-то хуево чурка какой-то по виду, блядь. И вот исходя от этого, блядь, там сидят в Афганистане татар, без татар, как, ну, на своем они, притом на фарси. Татар, какой нахуй ты татар, блядь. Кино, пиздец, блядь. Вот здесь вот тоже один момент поймал. Сара, короче, вот она тоже хорошо говорит. Вот она тоже пиздец долбит узкожопых. Нравится она мне. Прям видно по их говору, что никакой этики, эстетики, никакой культуры у них нет. Я бы не отвечала даже на это, но ввиду того, что русистов очень много, и что 120 миллионов русистов, да, оболваненных вот этой преступной властью путинской, да. По сути, когда, давайте здесь обозначим ее, так сказать, доводы. Русисты, это означает 120 миллионов, вы не подумайте, что это русские. Нет, 120 миллионов это вот этих манкуртов. Давайте так скажем. Потому что в моем канале мы точно знаем, кто они такие. В моем канале мы знаем, что 120 миллионов русских нету, имейте в виду. Русских может, от силы может, блядь, 50 миллионов от силы, блядь. От силы, не больше. Поэтому, исходя от этого, русисты это значит и мы, и чеченцы, все 179 наций это русисты. Получается, по-нашему, это манкурты. Нужно на это отвечать, это комментировать. Слушайте, вы русисты, мы к вам, чеченцы, мы к вам. Это вы к нам пришли. Вы пришли с войной в наши дома. Вы убили 42 тысячи чеченских детей. Вы убили 300 тысяч мирного населения. Вы с лица земли стерли миллионный город Грозный. В 2003 году ООН признал город Грозный самой разрушенной точкой мира. Мы к вам не хотели и не хотим до сих пор. Почему? Потому что нам никогда не симпатизировала русская изба на курьих ножках. И ваша культура нам была не симпатична. И ваш язык мы не признавали и не хотели на нем учиться. Единственная причина, почему я говорю сегодня на русском языке, это чтобы вы, русисты, понимали, что вам на Кавказе совершенно не рады. Освободите Кавказ. Освободите Кавказ. Почему сегодня в Чеченской Республике 100-тысячная русская армия дислоцирована? Что вы там потеряли? Вы нам не нужны, вы русские, нам на Кавказе не нужны. Вот вы действительно пришли с мечом на нашу землю, понимаете? Мы прекрасно помним генералов Будановых, там, Шамановых, Романовых. Это все Тимофеи, это все русские Тимофеи, которые пришли убивать наш народ. А, кстати, почему мы не хотим жить с Россией? Потому что Россия – это огромная изба, где совершенно ни просвета, ни образования, ни культуры, ничего в этой России нет. Это огромная изба на Путиных ножках. Все, что там есть, это остатки Советского Союза, это остатки, заржавевшие остатки. Ни технологий, ни просвета, ничего там нет. Поэтому мы не хотим жить с Россией, понимаете? Мы знаем прекрасно, что у нас могут быть лучшие университеты на Кавказе, могут быть в Чеченской Республике. Мы знаем прекрасно, что Кавказский регион может быть без России изюминкой Европы, понимаете? Поэтому мы с вами, с русскими, совершенно не хотим жить под одним небом. Так зачем же нам иная и латежная страна? Я не видел дальше. Малая, родная, но свободная Чечня. Вот русские фашисты начали мне писать. Видели? У нее даже есть Нохче паспорт есть. Нохче паспорт видели? Я это не видел, оказывается, до конца не смотрел.
Российский она выкинула, у нее есть, как бы, наверное, они сами для себя сделали, для понтов, нахче паспорт, короче. Или, кстати, блядь, вспомнил, у них же есть такой паспорт, короче. Короче, мне же предлагали тоже. Есть паспорт ичкерийцев, Республики Ичкерия. Есть паспорт у них. Как бы тоже, кому интересно, можно сделать. Если ты как бы близок к чеченцам, ты можешь сделать такой паспорт. Ну, я говорю, окей, окей. Мне пока не надо такой паспорт. Так что вот так. Паспорт Ичкерии есть, да, базара нет, я вспомнил. Любой может вроде бы у них заказать, попросить, я не знаю, как-то берется, наверное, он. Если ты хочешь стать гражданином Ичкерии, ты можешь взять. Вот так. Ну, давайте, иншаллах, мы будем гражданами Башкортостана и Татарстана. Вот я Башкортостан и Татарстан, iki паспортында оларайым сразу. И что и там, блядь, мне находиться легально, так сказать. Вот так вот. Вот так вот. Вот вам она сказала культурно, высказала вам на узкожопом языке, блядь. Я так не умею просто говорить. Я же аульский, блядь. Как-то так. Так, здесь еще новое я ничего нету, не закидывал. То, что по-новому мы прошли. Ну, примерно так. Давайте я сейчас прочитаю и на этом. Люди-эксперты говорят, что в России 90 миллионов населения всего. Вот я и говорю, вот там не, блядь, 120, блядь. Если вот эта женщина сказала, блядь, что там 2 миллиона только, блядь, в Иркутске живет. 2 миллиона. А размер Венесуэлы, блядь, сколько она сказала живет, блядь? 40 миллионов. 40 миллионов, 30 осталось, 10 убежало, блядь. Что такое, да? А там 2 миллиона всего лишь. В размере Иркутска. Ну, а с другой стороны, блядь, венесуэльцы хорошо вроде выражают. Вот я венесуэлку как раз-таки видел во Франции, в лагере. Приехала в прошлом году, ну, пару лет назад, грубо говоря. У нее было то ли двое, то ли трое детей было у нее. Вот как-то так. Я как понял, там тоже до хрена рожают детей. 1-2 нет. 2-3 точно. 3 точно есть у них. Они тоже как эти, как африканцы. Вот, вдобавок они такие еще черные, я не знаю, что за нации, это, откуда они перемешались. Непонятно, короче. Больно сильно черные. Я казах, понимаю татарский, башкирский, и нагайский, узбекский, киргизский. Вот я говорю. Аллаха шүкір. Короче, дуслар, будем, наверное, заканчивать. 6 кіші ютубта, 3 человека в тиктоке. Рахмат всем. Вел, короче, уже 4:20, да? Грубо говоря, 4 часа. Буду закрывать, наверное. Потому что завтра, вторник? Фу, сегодня уже вторник. Вторник, да. Надо уже спать ложиться, а то подъем уже скоро у людей. Вот так вот. Ну, вот пока у меня здесь время есть, буду почаще постараюсь выходить на эфиры, короче. Так что вот так. Крайняк, если интернет у меня закончится, не смогу выходить буду в ТикТок. В ТикТок тоже можете подписываться там. В ТикТоке тоже я есть. Хрен знает, как называется. Ну, Башкортостан, что-нибудь найдете. Башкортостан Алга вроде бы называется. Там где-нибудь буду вылазить. На днях один ТикТок мне заблокировали. Вышел сегодня со второго. Так. Тогда Танышуха, или там, не знаю, доброе утро всем. Я, короче, отбой. Будем, иншаллах, увидимся. Какие-то новости будут, почитаем. А то какие-то дурацкие новости. Видите, Мадуро, путного ничего нету. Вот даже
Вроде башкирский канал, а читаю про Мадуру, блин, надоело, блин. Дичь какая-то. Альхамдулилля, все будет хорошо. Да, спокойной ночи, благодарю. Кеттім менің өте язгина. Короче, это, а то этот, как контуженный потом днем ходишь. Такие дела. Да, да, Мадуро везде он, блин. Прям все каналы. Я даже вот сегодня смотрю, принципиально дождь включил. Думаю, там никто не будет говорить об этом. Нет, и дождь об этом говорит. Все об этом говорят. Надоели они. Мадуро, Мадуро. Нахрен он кому нужен? Ну, явно получается. Мне кажется, не зря про него говорят. Все-таки, блин, его не посадят, мне кажется. Ну, как сказать, блин, посадят для нас. А на самом деле с задней двери выпустят и скажут goodbye. Мой друг, амиго. Амиго мой, блядь. Вот так вот. Просто тут вопрос остается один другой, блядь. Когда украинская война закончится, блядь, Путин куда пойдет, блядь? Вот это меня волнует, блядь. Потому что когда мы сидели, блядь, кипиш произошло, мы общались, помню, я это рассказывал даже людям еще тогда, когда я еще вообще не при делах в этих был. Сидим, короче, на рынке. И произошло, короче, вот эта херня. Бля, сейчас у меня закончится ТикТок, батарейка садится. Фигня произошла в Кыргызстане, когда резали узбеков там, дичь вот это произошла. Вот как-то вот одно это или это, какой-то из них первый произошло, не помню, какой из них. И мы сидели, думали, что же, где же стрельнет, где же стрельнет. И Грузия вроде бы стрельнула. Или наоборот было, Грузия стрельнула, и потом после Грузии сидим, разговариваем вот, и говорим, что же будет, что же будет. И вроде в Кыргызстане что-то шлепнуло, блин. Вот это ваше. Вот что такое было, один за другим пришло. И поэтому я и говорю, что после этого вот этого Грузия, Осетия, потом Кыргызстан, что происходило, что ждали? Крым отжали. Крым отжали, помните? Бахнули по Крыму, короче. Крым отжали. Под себя, блядь. Под шумок забрали. Потом думали после Крыма, что? Ну, как думали? Мы не думали уже тогда. Потому что все, Крым отжали, все, тишина, наверное. И хрень такая, блядь. Сука, после... Сколько после? 22-й, здесь 14. Через 8 лет. Через 8 лет после Крыма отжимают, получается, какую-то часть Украины, блядь. Вот такая хуйня, блядь. Вот теперь поэтому я и говорю, что где сейчас уже запланировано, интересно, блядь. Приду угадать, блядь. А то все говорят Казахстан. Но мне кажется, не Казахстан будет, а что-то еще будет другое, блядь. Попутное что-то будет такое. Хз, блядь. Поэтому, сука, блядь, как это все остановить, блядь. Только вот Москву надо ёбнуть, и все. Другого варианта нету. Шундыхаль. Будем тогда закрывать, Дуслар. Всем рахмат. И тиктокам всем, кто был. Ожские события. Да, вот Ожские события. Это же там пипец. Я же до сих пор знаю здесь. Кстати, как раз там и уйгуров много было. Они вон побежали. Половина в Польше, половина еще где-то. Да хрена их в Германии. В Германии очень много. Очень много в Германии. Я встретил их в 2017 году. Они уже чухнули тогда. Кто-то поздно приехал, кто-то рано. Ну, короче, сразу приехал. Кто-то так, кто-то сяк. Очень много. Ну, не говоря, что андижанские события были. Это внутреннее что-то было. Но тоже из этой же канители, блядь. 2005 год. Я в армии был. Короче, что-то, мне кажется, заметьте, во время Путина каждый какой-то абзац времени происходит это. Допустим, блядь, Рязанский сахар, потом 2005 год Андижан, потом 2000 какой-то 8 или 9
между 10, потом 9 и 10 Грузия, Осетия, потом 2010 это Ожские события, потом все происходит во время Путина, вот этого путиниста, блядь, сраного путиноса, путинососа вот этого, потом 2010, дальше чуть-чуть, вот 2010, потом через 4 года, блядь, Крым, вот еще, потом что-то тут, блядь, долго ломались, что-то промежуток огромный, более 8 лет, Украина, нахуй, блядь. Понимаете, блядь, как? Получается, блядь, это ведь, блядь, тоже, блядь, это нельзя говорить, что это не война, блядь. Это именно принципиальные какие-то события, которые при Путине происходят, блядь. При Путине именно, блядь. Потому что все куда-то потерялись, главное, все меняется, а Путин на месте сидит. Все другие меняются. Каримов сдох, допустим. Кыргызы поменяли 3 президентов, блядь. У вас Нурсултан съебался, блядь. В итоге вот так, короче. Поэтапно все, как бы, сменяемость идет. А Путин несменяемый, блядь. Вот это интересный момент, блядь. Получается, вот тут и есть задний двор, как недавно Майкл Наки говорит, блядь. Вот вроде бы он сказал, задний двор этого. Это Азия. Задний двор России — это Азия. Охуительно унизительное, блядь, выражение. Понимаете? Задний двор экен, блядь. Россия, Азия, блядь. Нихуя себе, блядь. А задний двор Америки — это Мексика. Там, или там Южная Америка, блядь. Задний двор, блядь. Где можно подоить, как корову, нахуй, блядь. Молочка, блядь. Дичь какая-то, блядь. Вот поэтому я не знаю, как, блядь, башкор татарларға это доходит или нет. Вот не хотелось бы нам быть, блядь, всю жизнь. Мы так и так 500 лет задний двор Москвы, блядь. Мы задний двор Москвы, если что, блядь. Нас доят, блядь, нахуй. А мы как ебанутые. Вот так. Дичь какая-то, вот. Получается, как бы, этим узкожопым, конкретно этим Майкл Наки, блядь, хуй непонятный, то ли навальнист он, то ли, блядь, везде он сидит тоже, на всяких стульях. И получается, он же высказывает именно слова узкожопых, задний двор. Получается, это мы. Задний двор — это Кавказ, задний двор — это башкортлар, там, якуты, там, эти, саха, все. Буряты. Задний двор это, блядь, ёпта. Дичь какая-то полная, блядь. С заднего двора, блядь. До хрена заднего двора, блядь. Узбекистан тогда более или менее проамериканский был. Да, потому что Каримов очень хорошо играл, блядь. Очень хорошо играл. Почему? Потому что я не верю, конечно, этим словам, но мне вот так сказали один раз. Типа, говорит, я говорю, Путин же, блядь, Каримова строил. Мне сказали, нихуя. Типа, Каримов был, говорит, учителем Путина. Вот кому верить, хуй знает. А так, если поразмышлять, блядь, по диктатуре, по вот, пидорасистским движениям Каримов, блядь, выше Путина, блядь, если на то пойдет, блядь. На самом деле. Тот еще, блядь, гнида, блядь, был Каримов. И поэтому тут можно сказать, что не учитель, а просто, так сказать, сосед, от которого Путин, блядь, и научился всякому дерьму, блядь. И вот, и поэтому, блядь, всех нахуй и дрочит по полной программе. По тюрьмам, везде, блядь. Система одинаковая, как у Каримова. Драчи своих, чтобы другие боялись, блядь. Вот примерно так. Каримов то же самое делал. Всем поголовно пизды давал, в тюрьму засовывал. Как-то так. Да, американская база была, блядь, там это я точно знаю. Там наши вот эти как раз недоделанные татары,
в Узбекистане повыходили за американцев, перееблись там, блядь, пиздец, что было там, блядь. Я же напрямую эти слухи слышал. Ваша тоже база была, ваша, блядь, где-то там. База стояла где-то в Баше или, блядь, в Узгене, блядь, в Баткене, блядь, где-то база была, блядь, в Баткене вроде бы. И вот, короче, когда в Узбекистане база стояла, все узбеки, татары, вот эти все перееблись, чтобы, блядь, уехать в Америку, блядь. Они мечтали уехать в Америку, нахуй. Пиздец. А солдаты американцы просто их ебли и все, нахуй. В итоге, короче, они то ли залетали, то ли что, блядь. Ну, такая дичь происходила там. Пипец дичь. Это я как с прямых людей знаю. Одного родственника, ну как, нет, моего знакомого родственника, сестра вот так вышла, блядь, замуж за американца, блядь. Перееблась сперва, потом каким-то образом, блядь, заскочила на последний вагон, так сказать, блядь. И вроде бы, как я понял, уехала в Америку. Вот такая хуйня была там, блядь. И ебануться, что там было, блядь. Ну, во время вот этого всего промежутка, сколько держал Каримов эту базу. Вот за этот период, блядь. Поэтому, так сказать, нищета Узбекистана прям на глаза. Что бабы лезли нахуй за колючую проволоку, грубо говоря, блядь, лишь бы упиздить с Узбекистана. Вот как-то так, блядь, это можно формулировать. От этой базы, блядь, хуй знает, блядь, толку-то, блядь, нахуй. Нихуя. Я не увидел этого толку, блядь. От кого она нахуй защищался, блядь. Просто эта база была, чтобы, блядь, Каримов играл на двух стульях с Россией. Это способ, блядь, давления, блядь. И все, блядь. Потому что нахуй, кому она нужна была, блядь, эта база? Узбекам, блядь. Узбеки и там или еще кто-то куда-то, если захочет рыпнуться, там, блядь, они сами могут разъебать всех, блядь, без американцев, блядь. Я так думаю, блядь. У них все есть, блядь. А вот игра нужна была, блядь. Игру не купишь, блядь. С Путиным. Так что вот так вот. Да, ровно уже все. 4 часа и будем закрывать тогда. Туганнар. Всем рахмат. Буду тогда 3% остался. ТикТок закрою, Дуслар, потому что не успею закрыть его. И потом YouTube. Посмотрим, что было в ТикТоке. Не закрыть даже еще. Этот глюканутый. Так, Исянсал, спасибо. Глюканутый этот интернет здесь. 300 зрителей было. Нормально. Оказывается. А показывало всего лишь 3 зрителя. Непонятно, короче. Я вот этот ТикТок я не могу понять, блин. Как они, блин. Все, Исянсал, Туганлар. Всем спокойной ночи, хорошего дня, доброе утро. Кто с нами был, благодарю. Будем тоже закрывать, короче, будем идти, отбиваться. Рахмат.